Mikael Marshall Masega. Jimke Waushak Keteton, Dailula if you know. Тогда мы сразу озвучим темы, которые мы запланировали на сегодняшний эфир. Так, сейчас быстро их зачитаю. 11 новых мечетей на Маленький Грозный. Зачем так много и для чего? Первая тема. Вторая тема. Корейцы под Курском. Будет ли Золкин-Скорпенко с них в качестве военнопленных спрашивать за Кима, так же изысканно, как из чеченцев за Патишаха? Вторая тема. Потом. Очень странная кооперация в последнее время хороших и плохих русских и украинских, также в том числе, в медиапространстве в деле попыток усиленного очернения чеченцев и нагнетания массовой ненависти к ним от всех, чего они усиленно добиваются. Новых костров в горах закабаленной Ичкерии, Поломаевский? Знак вопроса. Следующая тема у нас намечается. Так, Инна и Андрей Курочкины. Вот, интересные люди. Постоянное хождение по пятам Демократической партии, как обрабатывают, отбивают и притягивают к себе гостей канала, что такого страшного нашептывают гостям за кулисами и прочее ДП, как пытаются навесить ярмо каких-то маргиналов, несогласных с политикой, в кавычках, легитимного, в кавычках, Закаева, в кавычках, где камень преткновения, о котором они умалчивают. Знак вопроса. Ушли ли они от реального от Ходора, или это только игра на публику? И бывших все-таки среди хороших русских не бывает. Знак вопроса. Почему так усиленно и активно на пару с Закаевым подпитывают и поддерживают тему будулачества над чеченским народом? Кто будет потом отвечать за последствия, когда уже будет слишком поздно? Закаев мутит делишки будулачества с Ходором через Курочкиных. Это первые. И вторые, получают от этого свои дивиденды, а страдает чеченский народ. Признала ли в самом деле Украина независимость Ичкерии? Или это был все-таки ловкий трюк по попытке привлечь побольше чеченских будулаков в свои ряды? Закаев и все остальное прекрасно были осведомлены, что все же притворствовали этому. Вот такие темы у нас на сегодня. Должно быть очень интересно. Маждолносу. Я Маша Хульхового, Маша. А чего так мало мечетей? Всего лишь 11. Ну, постепенно, поэтапно, наверное, будут вводить. Еще десяток в следующем году, еще десяток. Вот так, наверное, будет, скорее всего. Пока всю территорию не занимут там мечетями. Всякие там за городом, пригородом, поселки, не поселки, по мечетями пока не забьют, не успокоятся, походу. Надо как при коммунизме лозунг такой. Лозунг запустите. Ближайшую пятилетку всем гражданам, каждому по мечети. Каждой семье по мечети, да? Да, так, на пятилетку такой план надо, короче. Может быть, неофициально, я подозреваю, что такой план существует у них. Машу, высылаешь, как мило. Сюрдик хылшы махкой со хазишо. Хайшон, да, вы машу. Единственное, саум обязательно отметить, обозначить, упомянуть, Дали Арсун. Там много есть способов борьбы за свободу Чечни. Ваш самый лучший почему?
Потому что вы всегда считаетесь мнением большинства. Но они тоже, вот все, кто параллельно делают, они тоже, но иногда забывают. Мнение большинства всегда учитывать надо. Это люди, это грамотно, именно ваша борьба максимально эффективна. Вот просто надо обязательно, хоть кто-то должен выйти и сказать про это. Знаете, вот это. Ну, то есть грамотно надо борьбу вести, там психология, там нужно психологов, социологов задействовать. Аж ведущий линия чор верную и гури самую правильную. Золото настоящее. Золотая медаль. То есть другие тоже думают там эффективно? Нет. Всегда надо понимать. Большинство как думает и забывает, да, мегардат. Вот золото вам достается. Я пояснил, я надеюсь. Я все-таки доступно сказал. Ну да, принцип демократии, якось машло. Да, нормально, понятно, ну, отлично. Единственное, каст мадья, я думаю, все равно одинаково понимаем ситуацию, так что Но в имеется в виду последовательность действий, именно шуга. У вас ваш алтарь или камин, форум у камина, как его назвать правильно? Именно вот ЧДП заслуживает максимальных аплодисментов, хотя там второе, третье место тоже есть. Очень достойные Дайл Бухас там, Дайл... Тьфу-тьфу, ладно, забыли. ну, если ты имеешь в виду телеграм-площадку информационную, то если там про политику мы говорим, да, про нашу реальность, ситуацию вот это происходящего. И жду атак, чтобы где-то там площадки были, пока каких-то площадок политических мы не наблюдаем. Мы наблюдаем в интернете, в Телеграме еще есть пара-тройка групп, но в принципе у нас, я думаю, и как бы идеи, там видение все-таки, ну, недалеко там, слишком не разнится это все. То есть сама там идея, вот, то, что наш народ находится под русским сапогом сегодня, то, что его как-то надо вытаскивать оттуда, и то, что, находясь под русским сапогом, нас под этот сапог загнали посредством идеологии. Вот это вот, если этого не понимает кто-то, как нас, что является нашей проблемой сегодня, это уже, ну, скажем так, какой-то, как он врач с какими-то симптомами там, что он там болит, он там не болит, короче, нужно там, я не знаю, там, Тюхаузен, да, там, поплевать куда-то там, вот такое какое-то. А конкретно никакого ни лечения, ничего сделать вот для этой ситуации мы не сможем, если мы не понимаем, что в какой ситуации мы находимся. Вот изду и важно, хиетер. А так, чуть-чуть выкарабкиваться. Да, и вот политически, если мы говорим о политическом каком-то движении, о политической силе, то
в этом плане пока хагуш войну дать, там надо и политисламистчу вовсю наш иха бешишт на теле чеченского бедствующего народа, короче, что шейна царющего идеологии уж устанавливать эрбу на полутрупе чеченского народа. Поэтому, если у нас есть еще силы какие-то, демократические силы, политические, мы вообще-то ни от кого здесь делиться не собираемся. Единственное, это фейковый, это поменьше. Просто, лилу чунку за кук, как-то сеть, рук, спанталыги, сбить, это, и сандал хумдается, это тоже мы, такие моменты здесь есть. И штумдук, микрофон, да, поводишь. Olsa selam huncelos iditnish soli. Это проверки мои езиха, бусовывает. А? Убара? Бусовывает, цахич. Меньше мадает, он проверки есть. Son проекция яш olshach, шеш olsha дойш чага целошим selam. Шумач ох. Хоз олша, сан кабинет, что аж мадут олша, силу салам шмолду. Але бяхн Права. бейш. Ибрам, хотсан хена, та бёршум ятерсум бадайдич. Бадайдич, оледерум шелышу. Ну, echt, hij zag eenmaal weer, schrik door, beursje, hokus, toontal. Чьи-то отволок, проверка, инновация, я сам смотрю, конкретно, элхумдалаш, Конкретно ба, что мапус Франция ашу, бeursje, пошоду ашу. Сун мётер атан хена, تعبرش وميقترسون عم بقدر يحل أتصير يقيد خيات حق خيات حل هو شو اللي أنتي تيرور ما أنتي تيرور da hundoinas, da hawairs. Зауэр, Ибраим, чудо, пойду очень канал, вот я сейчас, надо тем да я хотел, Ибраим. Ну, что дuytu вообще, тухта и надеюсь, тишма. Пойду очень канал, ну что. Sana Franța, هنا sana حرب شو ليش sana Franța, بيرشي تبيرشي ات صاير ولا حاجتها هو خيتها. Это, ой, по теме да, Ибраим, по списку. Французский салам лойцу хати тыш, знаешь, французик салам лойцу, але хатыш. Ну вот, благодатная почва для паразита. Вы самые гуманные, гуманистические. Высота, только что я сказал, сразу вылез паразит и сразу педаль. Сразу он воспользовался этим делом. Салам унцалось. Изды гудухаешь, он изом цадер, он я понятно, что наклон делает, там бусов динчо, душе бог, саном дуэ. Франция ашуш работает. Французы делают, есть претензии, что француз салам шунцал ошол. Так хватит. Noch schroos büste curl de curl mars vol als noch schon reis noch schon mal da scheiß als danach reis was unum sag. Аеш микрофон, хайни. Стоит, лови его микрофон. А смог гудухаешь, потихоньку масбяхтна траден видбяхак. Рош ночь дедиктичи, hödikичи, маршволячи ног долше делать, шажуш, документация. Уже претензии предъявляют, почему не здороваетесь бособдинча. По факту, по-арабски. Тигр от Франции, могу что интересно, духсон. От Франции, от голубоечный, от кефишный, вахахин. От тигр был, да, чуть-чуть хаолша Франция. У Франции худер что тем кому. Тайт междик духидеш. Тайт междик, да. Инстадулен 1511 предупущенцы. Doch Zeit междик ду. Тигаши это междик да лет. Нормально тигаши. Салам шлюш.
عايشوا شغل هر واقع وهم سنة فرنسا ودها وإن كروش هر سنة دش خود واحد أخي أنت أنا أرجو ده ليش تهوني على سقوز عوي هوني على وي سون هدا يشوا هاي كشور كان هدا يشوا قوز عوي ويتي صحيت مع Тиарн Чо, они очень хорошо понимают демократия, любые термины, они лучше нас понимают. Вот сейчас произошел невольный эксперимент. Он лучше нас понял. Когда я вам золотую медаль вручил, и он сразу говорит: дань нашему алтарю, почему не отдаете? Сразу выскочил в АСМ. Цанги дадичи тешармава цаа. Он за секунду понял, вы даже не поняли, зачем я это сделал. Улкш ونقشي улкш شو جين دالين روش نقشي ماتا تستغلر وجه ماغوش داتس قيوم ودوتر داتس استدعدولوش مخوليه نقشي الغدر حيوقش إن سي نقشي سن دال نسيات فين ديك ديتش فون بيرك بلو بوتنا سلام منصا بوي نقشان شا اتسومانتا последовательно вала Играть, он должен такие претензии предъявить и французу, и англичанину, почему они на своем языке здороваются с друг с другом, черт побери, что хуй молни, нахуй шаца гвистхуле, Франция вахи. А это идейный вала. Фасай, мусульшна нюки даой, цанюки вахай, цанюка ваха верш. Так телеграм чували, так сон претензии, слыхачен претензии шируа. No Francija vāhi kers na nuki, kers ne haduš. Oka tejot, kabaš duit iviš daši kira ta björš, nochtje dogam duit da ta björš usha boču, kamel dira da tangi. Fi kheche ele, halsa gush. Раски можете дать. Ты не имеешь права кого-либо здесь упрекать, сидя во Франции, брат мусульманин. Если ты такой верующий, докажи нам, что ты верующий человек, и езжай своим братьям, живи там, и там будешь нам пропаганду тут. То ich zuerst geht dazu nach Dokumentation. Was will ich wirklich jetzt admel, aber hätte ich euch ein Kurs, da ich dušu eins. Salam un calo. Calo ša nokči volde, še luč, a vistkali šo šuve. O milučenk, salam lo, salam malo bac, он сам бах. Кто ты такой? Кто тебе дал такое право? Мясо ходячее. Hasan Beshbukiush Edli Behkana Nahi, Coach Erdas de Gashe, Salamon Saloy, Arhuntaloy, Wajunse, Arhuntayuhi, Arhauntayuakiba, de Gashe. Beurs met. How milu I beurs son machad, but beurs we watsi. How we son machad, but beurs gelwishu. How mo al son machad. How mo wat I tulke beurs yols istidalch. How it beurs wala da'wa yuataka ba busos na yuki wacha tanu awach. How it dinol dos wala. I know the datsa was. Во Франции мы en hadukwa Франции ты приехал. Ты не поехал к своим мусульманским братьям, ты приехал к кефирам, к христианам, братьям и живешь среди них. Кто ты такой, если на то пошло? И раски битсбинашем, и рас бубош, аж вот это дюня цел, и дочь, целый рюх дош, на бас бош, аж вот, ну аж и раски битсбина, вы настолько двуличные, это не, без комментариев в этом плане. Двуличный, да, у вас множество лиц, 1000 лиц у вас сегодня. Ажа, Франция, вахе, салам, он целош, боже. Туда надо. Ozien hoş behmudilane taşı doşebe. Hoş Fransa, ahıl Germanya, ahıl de şoyn eyok şol hum yuy. İşoyn bag çok vasıl çam doy hoş da bu kurvor şu ata şey qoman ya si etun halk vel doş algıyaş vol hoş bag da qolu gıya nah yotsunmuş.
فقط и политики ока. شاشم دهوش ناخیات تقومن موقردو تلاشم باش ای حالها دا قندیل واش تاگ هوقا دوی اسکر بلات و اونیجات هوقا دول هما نگشدو اما دید شوی نگدو توقر دوی تمسا تا izadeler ta börsdü ta borsdu zum doqer halq daqan i ali waj ali bu shumishdu ta halastan bu büyük shumish taqoy ta du shoy ta tsiga dadiye so hoqi baqan hoqa şu etol qiran bu çıxdı hoq habusiya bu çena hoqar tabii çum tabii tohunadınır dey kovaj dey kadde bu xobay bu şu dik duy ya sosyal kaş duy geçu yok şokar ta hoş tabii lo hoş duy normal kamerde bir çun drot zati kartı nahiyo çummuş ta dok yet şda sayı Western aş usut vis soğulizm atsavel vis soğulizm bexma birusun İbrahim вообще что кум алар дуй таладу уеш дат сон там сагиот сом дуй Dela is fu milum taha erson. Dela so desto amel dui so huba что hu претензии hu well и сразу та эмоционально та отстывал магадет это понятно сразу вычислять от личности ты после что амел дарах кузта первоклассник шмадатива хаюли бош на это вести стен куда-то петушиться и то просто хуэл чем вообще куда ну из есть та там был вообще сагуй вот иш мать хажвиеш дагейтвиеш хажвиеш я чекачунс так вам ты редко объяснишь что-то а вот слушателям которых они там всякие вот это облапошиванием там занимаются или всякой пропагандой и так далее. Вот футбол, что он несет, что за этим человеком стоит. Во время разговора можно выяснить просто. Там его нападки, там это ерунда просто. Конкретно мат, это что-то ишунда есть. И насчет вот этих мечетей, мечады, что Билгал и Междик Хайшун, штат Ихтевол уже Демехте Геюитиля, Междик Демехте Гиса и Снайта, Ихтеволам Деш, Бетских, понятие видишь. Kitайski bayağı bir Tavaldeš. Да, своей ногти чего уже Мехте Чахаял Бехар Мадерти, я уже Ихтевол Деш, что мы отсюда. Насчет этих 11 мечетей по городу, я же Дубар, все только по Грозному. 11 мечетей уже сделано. Ну, в смысле, строятся сейчас, запустились. Вот к концу года, короче говоря, закончится 11 мечетей, еще плюс, короче, да. Да, 1511, хулишь все. По математике, и что? 11 2000 būtu bayağı. Ишем шей бизнес лилош баринахум, какие-то социальные лилош там. Они бабки зарабатывают, и они отмывают. Так, меж гдоша шорт что-то даяз дирма дейца, так. И вайн гаца дешта междик шмухит до. Ну, бригадно, шорт, лови, кидай, бери больше, кидай дальше, бригадно, шорт, да, именно, пишешь букшей копять клапаш. Шей, да, шей ахспах, шбуинах. Und so Fabrike wohl als schon 8 lur madati le zawo dider as vanya Ivan 8 lur so lur madati 8
Он говорит, о, я хочу мечеть построить. Ой, это можно, але Ивану, ах, шло. Библиотека, цело, ты это цело, мечеть, пожалуйста, халучо, пердуха. مشيتين هو حد يعني مش تاع بيبليتيك زوت وما يمت سمكتيا. Я И мне говорит, наоборот, да, мою тебя систему. Та рассел, там хуман хадель шит, туна мечеть, тирос, уже цукеллар, и тархизуш башбат, уж дука бержин шухтар до тигаю. Рас бешайха аху шуре рас волета, свам хум постер, ишта иру ху, междик. Ишта шухтар дук тигерс. Но там самое чудовищное, вежер бехм билиш, там самая страшная деталь. Каждая из этих мечетей выполнена как выполнение труда на высоком уровне, плюс камни там заводят там разные. То есть, то есть вот в этом проблема. Действительно от души. Помню, при Советском Союзе где-нибудь там, в любом выпуске новой газеты, нового журнала, обязательно где-нибудь в уголке закончена постройка нового колхоза в таком-то районе, в таком-то месте, объявлять. Ну, вот такого же мотива действия у них, короче, как колхозы строят, мечети эти. Ну, как говорил Джафар Дудаев, вот, каждый чеченец генерал. Вот сейчас, я думаю, это преобразовалось. Каждый чеченец имеет мечеть. 100%. Каждый чеченец эмир дол, и имам, короче говоря, как минимум. Не, ну от души, правильно, выполнение там дорогие камни, хоть это и не драгоценные, но каменные вещи дорогие, их из-за рубежа завозят. Зачем каждую мечеть так качественно производить? Вот на этот вопрос кто-нибудь из вас ответил сам себе? Зачем? Можно было бы... Зачем так много платить? Ну а как еще можно деньги побольше срубить? Только на материал, дорогой материал, там, побольше рабочих и так далее, и так далее. Только в плане выгоды, на мой взгляд. Ну, это такую картинку делает, да, чисто восточную. И мадуите ряды. Я думаю, вот именно с этим это связано. Типа там они отстраивают все русские туда-сюда. А по факту отстраивают они вот эти вот свои центры, через которые они вербуют людей, потом полностью ими манипулируют, как бы. Вот это вот пропагандистская, дом пропагандистской деятельности, скажем. Бесконечно добрая русская душа строит для каждого чеченца по мечети. В общем, рай на земле нам устроили. Россия щедрая душа. Кто бы что бы ни говорил, например, в частности, в Дадимсе, коротко, Вейдот Тахвац Аслан Арцуев, клянусь Богом, для меня он авторитет сегодня даже. Это чрезвычайно полезный человек для чеченской нации. И вот он давно объяснил все это дело. Там хотят какую-то Палестину создать. Вот это уже объяснение, почему такие дорогие мечети. Каждая мечеть выполнена на совесть. Очень дорогая, хотя там, ну ладно, на пока вот так вот. И мечеть, это все, это приемлет власти, или дует людей загнать в стойло, подогнать под контроль, и чтобы это халифатство, там это по наследственности, что передавалось и управлялось, это он дует.
И там больше никакого ничего нету для народа, лило, шума дать сега. Это власть, еще раз власть, чтобы эта власть была в одних руках. Иду и там это. Дел, уняднак богш, дышай. И халгадец, и это Дирш, баш, он туда их загоняет. Вот вы будете здесь, то вот там баца халатёх, ламаш здесь и рушу. А там это будет халифатство, мы будем за вас все решать и делать там. Где вам, когда вам срать, ош там баца. Идут сам дага. Нохшен, дагеш был. И цер, и программу, тайволин. اشتغل خيطهم خدام دقهم مش بتسجح سراز دي تايج خانتوريات Но для чего такие количество денег? Я понимаю, брат, что ты говоришь. Количество денег вообще, вот, качественно производить, ее ж по-другому производит. Почему не как Иеговы? А вот контраст я проведу. Ну ладно, извините, все, я чересчур переборщил. Но чересчур от души на высоком мировом уровне каждая из них выполняется. Все, значит, Арцуев что говорил? Предрекал? Палестину там какую-то хотят создать. Я, конечно, не вникаю, что он... Ну, все уже. Я не помню, что говорил раньше Арцуев, но, по крайней мере, сегодня Арцуев поддерживает Идигова, который совершил тягчайшее политическое преступление, которому нет аналогов в мировой истории, подтасовка государственной конституции во время агрессии со стороны врага. Вот в это время совершил подлог конституции Идигов. И за Идигова сейчас топит вот этот вот Арцуев, короче говоря. Не знаю, какой он Палестине говорил, но он сегодня выступает именно за эту Палестину, о которой ты сейчас говоришь. У меня вот такой взгляд на эти вещи. Но извините меня, дорогие мои, там Идигов, Курочкины, как в биологии там донор, политический фон, даже если это так, но хотя ладно, за это я, конечно, но все равно он грамотные вещи говорит, между прочим, Идигов. Грамотнейшие, просто так. Ладно. Пример я масал дадим, хоть один довод грамотные вещи, которые говорит Идигов. Ну, Надо следовать Конституции, например, одной из такой, этих цитат. Надо соблюдать законы. Это он в детском садике рассказывает или кому рассказывает? Чему еще следовать? Нет, дело в том, что кто бы говорил сразу вопрос. Вот именно. Это как в случае с Муллой, да? Молло, дырк маде, молло, Бог. Нет, братья, извините, послушайте внимательно, выслушайте мою историю. Ну, то есть, вот почему в 90-х годах все любили номер один Жан-Клод Ван Дамма, а потом уже Арнольд, Стивен Сигал, Дольф Лундгрен. Да потому что Жан-Клод Ван Дамма в начале фильма и в середине фильма избивают, и в конце он веру вселяет в самого себя. Это А вдруг он осознал вот это все. Последний шанс измаюется. Это и есть вера в себя. А все подвиги, все, вера во все происходит ради веры в себя, серотониновые рецепторы. Но потом можем поторговаться. Я пока вульгарно сказал,
Потом я могу вам все объяснить. Все, То есть нормально. потом осознал, как Жан-Клод Ван Дам, Арцуев осознал, что он Да. там чего-то там видел или чего-то там какие-то тайны познал, да? Я так понимаю? Например, я был, наоборот, более предрасположен к Брюс Ли и к Шварценеггеру. А вот это Ван Дам, это такой, более месяц, вот к этому я относил. Не знаю, с детства, что Такого же мнения Гичсам и Арцо и Вандам. С детства Хинца даже цей Гичсам и он действительно как балетмейстер. Хотя он хороший спортсмен был, по факту. Вообще вы должны были понять, это у любого человека в детстве она быстро заканчивается, у кого-то поздно. У нас ничего не получается. И мы начинаем верить в себя. Серотонин, то есть большинству людей Ван Дам подходит. А вдруг вот Идигов сейчас вселяет, ну хотя ладно, это 10-й этаж, забудьте. Бехмобила, то, что ты написал, вот это, паразит, и царя, салон, ну, если хочешь, а по-другому буду к тебе обращаться. Ты просто написал это имя паразит, придется так тебя, короче, называть, если ты не против. Насчет этого Идигова. Кто здесь против? Тут вообще никто не против. Наоборот, люди хотели бы увидеть, как люди меняются и за свои какие-то преступления, за свои неправильные действия, антиконституционные, антигосударственные действия. Они как бы искупляют, когда свою вину, это когда вот человек вот такое действие совершил, да, это наоборот, уважают все вот такое. Это масса табекчухиетность. Ну, в данной ситуации мы не видим ничего подобного, мы видим, что вот эта преступная деятельность, она дальше продолжается, дальше замыливается и дальше именно по этой же дороге идет дальше, да, вот по этой стезе. Ничего там, изменений никаких нет. А вот это уже оно отталкивает и наоборот возмущение создает. Му отцу и палла киербин дальше кайла хуяш. Сути Аллах талеч. Сути Аламует. Эрцуев нормальный, законно, инцелс. Я просто снимаю шляпу, отдаю должное. Мы вместе работали, мы вместе там помогали друг другу. Арцуев огромную работу провел. Интернет-сети, короче, вот в этом интернет-пространстве. Но, к сожалению, от судьи Говицун Шариаттейцуна Хасавел почему-то явно хуша, юрист волча, взял, он зацепился из-за этого, закаивая, из-за того, что закаивается, и отношения, они действительно очень подло поступили, вот это закаиваются, и всякие грибники, которые за закаиваем стоят, они очень подло с Асланом поступили, но из-за этого, как бы, иди говорить, он шариат нахитас, валла, это что пагубно, он придется. Ибраим, я тебя за что уважаю номер один? За то, что любой теория хаиц хахундык, это лучше Теслы даже нашего вот, дяди Степы. Вообще это последовательно, не спеша, любой гума доносить до. Ну ладно, на пока, ладно. Насчет Идигова и его грамотного, там, не знаю, вещей, которые он грамотно говорит, дукладяхас Идигу, но ни разу, ни в одном слове, ни в одном предложении или фразе я не слышал от него грамотно, четкой какой-то вещи. Он может, я не услышал его. У тебя же на каком-то, на чем-то базируется твое мнение, что вот ты решил, что человек говорит грамотно. Масал Дальдин, мне любопытно, может, я насчет него ошибаюсь.
Хазитан, на каком месте, в какой фразе он говорил грамотные вещи. Я извиняюсь, Если... я, Ладно, может быть, для начала... грамотности не знаю, но знаю, что самое кощунственное сказал Илигов, это то, что Конституция – это не сакральная корова, представляете? Ну ладно, я не Ну, хочу общую... я коротко. Это еще было бы нормально, то, что он высказал, да, если бы это я высказал, если бы это вот паразит, Вот вот именно. А человек, который Гарант Конституции должен быть. Да, гарантом Конституции и подделал подлог этой Конституции, когда он из его уст это звучит, это, ну, это до того, там, я не знаю, подло или нагло, как это назвать? Да тут формулировки даже не подобрать правильно, это невозможно комментировать. Вообще стратегия там, чтобы он понял, 200 лет, все, нам свобода недоступна. 200 лет нас все. Но чтобы хотя бы через 75, может быть там вот какие-то стратегические были. Извините меня, дорогие мои. Худуач, вот самое интересное, я у Идигова и тех людей, которые в это время с ним эти поправки принимали, я даже не спрашиваю, нужны были эти поправки, или содержание этих поправок, правильно ли, неправильно. Я об этом уже не говорю. Мне интересно одно. Соблюдались ли команды Идигова процедура легитимности этих поправок? Если они мне на этот вопрос ответят, я даже готов закрыть на эти поправки глаза. Соблюдал ли Идигов правила легитимности совершения поправок? Процедура, соблюдена ли была эта процедура легитимна, что потом сказать... Законность. Легитимность, законность. Тем более, они не просто берут какой-то свод закона, они меняют, изымают из Конституции целую статью, а потом с ними и поправку. Мне интересно легитимность такой процедуры. Любой здравомыслящий Адам Дуй, он сразу об этом спросит. Если там процедура не соблюдена, паразит, говорит он грамотные вещи, мыслит он грамотно, это уже не имеет значения. Факт, была нарушена процедура. Мы уже не говорим, повторяюсь, о поправках самих. Мы говорим о действиях людей. За закрытыми дверями, в неполном составе, скрытно, тайно. Годуются туда. И после этого слушать таких людей и верить. В то время, когда наш вот этот оккупант, агрессор находится на нашей территории, то есть военная ситуация, она еще не завершена, только в Новый год последние войска вышли. То есть вот в этой всей ситуации лес, когда был, как я решил, подлоги, я понимаю, если бы они там вводили бы что-то, что какой-то протекторат, какое-то там введение каких-то миротворческих сил, которые там, я не знаю, там какое-то экономическое, финансовое составляющее, чтобы для процветания, чтобы встать на ноги, чтобы быстро восстановить государство. И вот в такой ситуации, я понимаю, если бы они в попыхах и то это делали бы, и то бы народу все равно они обязаны это как бы поставить на повестку дня. Но горше всех был Лилар очень хаусинш, худо всех был, к чему они стремятся, к чему они спешат. Это одно, я как-то слышал. Но вот амортизационное, вот все, что касается амортизации и вплоть до удара аэрбэк, вы что, не допускаете в брутальной политике брутальные контрмеры, действия, противодействия? Еще и соображения шмаются. Он там доктрины толкает целые, но их нужно выслушать.
Вы их слушали? Одна доктрина, то есть загнать государство и уничтожить его основания. Все доктрины вот в этом заключаются. Уничтожить основания самого государства. Из моду человек сел и полностью он эту цепочку рассказал, кто за этим стоял, кто платил задолженность по $2000 депутатам, которых уже нету, которых уже распустили, которых парламент распущен, а депутатов их собирают в абсолютно недостающем количестве, чтобы вносить какие-то поправки, меняют полностью государственный строй без ведома народа. И шаядек вахах индиц мадиес сагу хохкуза и палбир, хохкуза и палбир. И низ, да, царь, мы заложили фундамент, из-за этого потом началось вот эти игры в исламское государство. Муфти стал частью государства отныне. После нашего подлога муфти стал чиновником, который уже в соответствии с Кораном и Сунной прописывает и законы, и как бы всем людям им вот это вот приписывает их к чему-то, принуждает, да, вот по этим идеологиям. Потом Чеченская республика становится не государством, а общим достоянием всей уммы, всех мусульман мира, вот так, Чеченская республика, мягко говоря. Да, еще процесс. Еще процесс, мы хотели вот так, из-за законы, да, церкви. Мы попытались там вырулить, нас, короче, вот этими задолженностями кто-то заманил, кто эти задолженности давал, откуда были бабки, кто участвовал в этом подлоге, кто к этому подталкивал всех. И дальше уже следовать какому-то правильному каким-то действиям, да, подсказывать там следующему поколению какие-то ошибки, которые они сами совершили, что... А тут такого мы же не видим, паразит, мы видим единственное замыливание всей своей вот этой антигосударственной деятельности и продолжать следовать вот этим граблям. Ну, допустим, вот массовый гипноз, они были вынуждены прибегнуть к ужасному эксперименту. Массовый гипноз через авторитет. И что они должны сказать? Ой, а мы пошутили, приветики, ку-ку, и там салюты, там свистят шарики, как в цирке. Подождите. Что-то мне кажется, Арцуев адвокат. И ща вообще-то... Ладно, но подождите, ребята, на 25% доверия ложь все-таки этой партии. Они имеют право вырулить. Они это все сделали. Пусть они вырулят. Надежда, вера в себя, ложь. Совсем нельзя так. Все, вы трупы ходячие. Не, а признаки выруливания наблюдаются какие-то хотя бы на данный момент у них? Или стыда, или совести того, что они совершили? Что-нибудь должно быть, основание какое-то, чтобы им дать повод вырулить? Ну вы же прекрасно понимаете, мы Билл Клинтона там, Гельмута Кольта, Коля Милворец, мы сейчас обсуждать не имеем права. Вы же понимаете, что они не полностью виноваты. Как это Вы же понять? понимаете это дело? Свободнее, как это понять, дайте им вырулить. Смотри, пример я, Лева. Взяли человека после преступления, и у него спрашивают в суде, что этот подозреваемый должен сделать. Или он должен доказать свою невиновность, или он должен признать свою виновность. В суде не дают ему возможности вырулиться из состава преступления. Да, была совершена преступление, были сделаны незаконные поправки. Каким способом? Изъяли из статьи целую поправку, и вместо нее внесли другую, тем самым изменив всю Конституцию. Факт преступления налицо. Я же не говорю о содержании этих поправок. Я у них спрашиваю сегодня, задаю им один вопрос. Соблюдали ли вы в то время легитимность этой процедуры? Были ли соблюдены все шаги, чтобы эти поправки, изъятия, чтобы потом сказать, что они были законными?
Была такая процедура соблюдена? Не была. Факт, аргументы, он и доводил. Как он с этого собирается выруливать, я не понимаю, Бог, что как он это вырулит. Бог, доктрина. Доктрина бывает разная. Бывает правовая доктрина, например. Бывает просто доктрина. Это разные вещи, кстати. Просто сказать доктрина, это сказать ни о чем. Ючек, правовой доктрины, ючек, идигос. Если он говорит о правовой доктрине, это целая система. Там много чего можно сказать под этой правовой доктриной, под этим словом написать много чего можно. Это целый социальный интерес одного государства. Система непосредственно воздействует на волю, сознание субъекта права. А субъект права, гражданин этого государства, он на моем сознании доктрину использовал. И как он это сделал? Тайно, секретно, не спросив ни у меня, ни у моих родных, родственников, Томаду и субъект. Он самолично, по собственному праву, решил, как он хочет, как ему видится. Когда он такие справы, он говорит, на нас тогда было давление какое-то, народ так хотел. Окей, народ так хотел, покажите мне, где этот народ выступал, на митинги выходил. Мечаю доказательства, что народ хотел. Я почему так говорю? Потому что мне надоело это словоблудие. Общими словами скрываться за этими. Народ хотел. Не хотел народ. Народу до этого не было. Они в неполном составе парламентарных собираются в каком-то секретном месте и изымают целые статьи из этой Конституции. Переворачивают всю Конституцию с головы на ноги. Или с ног на голову. Да. Так тут никакая доктрина, там, грамотные вещи больше. Я их вообще не воспринимаю. Вот такие речи. Нет, мне нужны аргументы, мне нужны доводы. Да, совершили, вот был аргумент, вот такие были доводы. Тогда я выслушаю. Тойзан, вот если это было бы какое-то незначительное действие, которое можно было вообще забыть о котором, да, вот там какое-то в государстве, какое-то происшествие произошло, ты забыл о нем и пошел дальше. На это вообще, там есть много вещей, на которые мы вообще внимания не обращаем, даже о них не знаем. Но в нашей ситуации проблем вот это вот дело, оно дало толчок к тому, к чему мы сегодня пришли, понимаете? И весь вот этот ИГИЛ, весь вот эти молодые люди, которые сегодня ходят по всему миру, отрезают людям головы, призывают к построению исламского государства, призывают к шариату, Коран, установлению Корана и Сунна, это же все оттуда, из этого источника происходит, понимаете? Их обманывают вот этим людям, им внушают политисламизм. Им внушают, что наше государство, оно вот именно было исламским государством, что у нас все по Корану и Сунне, что у нас шариат официальный в государстве. Это вот оттуда эта вся проблема сегодня идет. И это самое важное, вот самое, все, что вот это переломило, то все беды наши, которые сегодня происходят, они вот там, в этом заключаются. И эти люди все еще обманывают вот этих вот людей, обманывают, рекрутируют дальше, вербуют вот этих политисламистов в нашей среде, и обманывают, и дают им повод, чтобы они дальше закапывали сами себя и весь наш народ. Потому что в то время, когда они сделали вот этот подлог и сделали отныне, убрав вот этот пункт, что ни одна идеология не может устанавливаться во главе государства официально, и убрав следующий пункт, где сказано, что религиозные объединения отделены от государства, они тем самым открыли вот этот ящик Пандоры Олицуна, да, и Хаилан выпустили этого джина, и с этого момента началось вот это вот полное шариатское правление. Муфти стал чиновником, начал давать интервью международным журналистам,
что мы строим исламское государство, наша конституция, Коран. Потом Масадов начал с ними со всеми заигрывать, едет в Америку и говорит, что мы строим исламское государство. По вот этому надуманному, вот этому подлогу. Он уже стал заложник вот этой ситуации. Потом дальше мы вводим полное шариатское правление. Потом мы похищаем людей по Корану и Сунне вместе с ФСБ. Потом мы развязываем вот это по сценарию русскому. Удугов провозглашает, что мы впервые в 20 веке нападаем первыми на кафиров, и туда идут наши бомжахеты, маджахеты в Дагестан. И создают картинку, что мы нападаем на Дагестан. Потом русские взрывают дома и заканчивают эту серию взрывов на учениями с Рязанским сахаром. Потом вот это дальше в 2002 году в лесу там кучка людей собирается, провозглашает, что отныне Чеченская республика Ичкерия исламское государство, и все законы они должны быть приведены в соответствие с Кораном и Сунной. Потом, опираясь на это, в соответствии с Кораном и Сунной, Докка Умаров провозглашает Имарат Кавказ по Корану и Сунне. Без каких-либо выборов, потому что по Корану и Сунне эмир имеет право захватывать власть и провозглашать себя эмиром. В дальнейшем эмир Хамзат, этот Аслан Битюкаев, он переделывает Имарат Кавказ, будучи следующим эмиром, не спрашивая ни у кого, он выводит его в статус вилаята Кавказ и делает присягу Абу Бакару Аль-Багдади, русскому ФСБшнику. И вот то, куда мы прикатились все, во что это все вылилось. И вот это вот действие, оно очень важно здесь, если вот этот заложенный, вот этот фундамент, камень, вот этот, дерьма вот этого, дерьмеца, я извиняюсь, если его оттуда не выкинуть вообще, вот эти люди, они сейчас ходят везде, всякая наша молодежь, и говорят, что мы исламское государство, мы Коран и Сунна, мы шариат. И да, молодец, это же неправильно, это незаконно, это... Они это всунули туда, камень вот этого дерьма, я извиняюсь уже за натурализм, мусаиндай. И засунут, сейчас говорят, нет, вот так не надо, у нас до 2002 году, там, до этих поправок, до Эмирата Кавказ, там, до ИГИЛа, туда уходить не надо, вот здесь останавливайтесь где-то. А эти люди не слушают уже дальше, когда Идигов говорит, Арцуев или Закаев, кто бы там ни говорил, вот здесь останавливаться. Они там же не останавливаются, они начинают следовать Корану и Сунне, который заложил Идигов, сделав отныне идеологию во главе государства официально. Идигов и Яндарбиев. Вот изюи сунах пиет моес, еще даться йохта, и мусор свою перхады, на пиетадын. О, куза пал берхер, незаконно, да еще царство. Суегар, о, куза, беллар, ищ. Да, было. Я бы, честно, поймите меня тоже, я бездоказательно, то есть без почвы благодатной, а я бы не хотел бы, чтобы из-за меня Арцуева и Дигова обсуждали бы. Немного минимизировать можно было бы, если по-человечески. Просто не, ну мы не обсуждаем, но это общественно, это нам приходится об этом говорить, обсуждать. Я как о личности Аслан Никса вообще, у меня с ним нормальные отношения были. И сейчас я может сказать, но просто юрист волча, он вот иди говорит, он шариат, он шариат преступная деятельность, шиен ты öz, шунюхай, да, защищать воров. Со всем моим уважением к Аслану, моим вот здесь учебал, ты был на посты, мы не можем допустить, чтобы наш народ оставался в этом игиле. Понимаете, это недопустимо. Сундер Бехмобил, Аслан, Идигов, Валлах, Валлах, нам приходится вот это разносить вашу вот эту вот идеологическую, античеченскую вот эту деятельность, в которую вы тем или иным образом туда попали. Сундер,
İşaret neyse ter hokkuza sugar del diye hokkuza işler her der ele khas da нейстин там иди реабилитироваться да ишмаю он же может реабилитироваться назвать имена заказчиков кто стоял за этим подлогом кто за эти задолженности давал собрав вот этих депутатов я опять видишь повторяюсь но абсолютно ничего личного здесь никому нет. Извини, пожалуйста, брат. Пожалуйста, я всех прошу слабонервных отойти от экранов. Но все равно, когда вы говорите, Басаев великий демократ против религии был, но извините меня-то, я знаю, вы политикой, вы амортизаторами, подушками занимаетесь. Политика – это амортизаторы. Но щадяще, справедливо надо как-то, справедливо вести себя все-таки. Паразит, как мы можем кого-то щадить, вай халк, Мадина, и вай бел даба нахак, хотели они всего, если они были бы живы, пощадить таких людей. И вот из-за таких людей, как они, вай халк вамадили, шола, шобяхкан. Они не хотели жить, не хотели семей заводить, не хотели, как сегодня мы живем, за границей жить. А за этой преступной деятельности тут прослеживается явная, ясная следственно-причинная связь. Причина, что я сегодня здесь нахожусь за границей, а не у себя на родине, где я вырос, родился. Следствие. Брат, извини, причина Идигов и покойный Яндарбиев и эта кучка парламентариев, которые в этой подлоге преступной участвовали. Царь, Чубахкин и Гаски, они открыли ворота в нашу республику, когда изъяли преступным образом и изменили нашу конституцию. И доводится, тут не личностный вопрос. Если человек публичный, нет до личности Арцуева, Идигова, до личности их неинтересно. Они общественные деятели. Они сегодня Айцхалхума продвигают какую-то доктрину. В данном случае правовая доктрина продвигается. Я обсуждаю их публичную деятельность. Я говорю, что я не согласен с такой деятельностью. Я не их личности называю. На месте Арцуева мог бы какой-нибудь другой, не знаю, Магомадов мог бы быть, не знаю, кто-то еще мог быть. Причем тут фамилия людей. Мы говорим о их деятельности преступной. Брат, пойми одну вещь. Когда ты вот такое говоришь, ты занимаешься тем, что подменяешь и ложные нарративы сбрасываешь в обществе. Нет, слишком сюда циклится, это довольно. Просто не в курсе всех деталей. Да, там надо просто... Ибрahim, ты пока не забыл. Называется радикально вот по группам сидят, там у Вахида, туда-сюда. Когда мы еще год-два назад подняли эту проблему, этот вопрос, сами еще были шокированы и начали поднимать эту проблему, потом там правительство, начали какие-то аргументы высказывать. И тут, выскакивает Светлинский и там в каком-то эфире говорит, вот чеченцы, они законным путем пришли, к исламскому государству, там, ну и так далее, Как это вообще? Причем тут Светлинский? Имейте в виду, братья, одну вещь. Почему до сих пор ни разу на украинское телевидение не прогласили Арслана Арцуева? Потому что он разорвет их и Кремль через них, и вообще весь мир разорвет. Вот запомните просто вот это. А где он как паразит среди доноров пасется, это уже, извините, политика называется. А почему демократов не приглашают, никто не обращает на демократов внимания? Потому что демократы тоже порвут их. Я говорю, всех мало, мы не об этом. Альберт, объясни. Да, вот год-два назад, я не помню сейчас, когда подняли, там среди этих радикалов нашлись волнения, сомнения, а действительно ли Юти, не из Юти, не зам поправка штамп. И тут Светлинский выскакивает и говорит, что все было законным путем сделано, исламское государство чеченское. Видишь ситуацию?
Да, Алда, ну если Сундел, мусульманин говорит, то значит правильно. здесь ничего личного. Я эрцую ох еч, идигах ох еч, уж там ёхом еч, просто и гундуй и киега веш. Я понимаю, что идигов он вообще ни капельки не игиловец, не Асуев, не игиловец, но царь что и хум нашли, вот, и хума, оно дает почву, и Сосетлинский, Костецкий, они дорабатывают это все. Потом вот этот Жакаевский отдел по религии, царя дорабатывает, 2002 год, Эмират Кавказ, потом сидит в Турции. То есть эти закладывают этот фундамент, а сами они как бы вообще ни капельки не радикалы. Вот я, Ну, Чонсу Ибраим, Басаев всего лишь солдат полевой какой-то там, когда Идигов издает такой указ или меняет такую конституцию, Басаеву остается только следовать за этим. Он не принимает, он вообще не прикасался к политике, если по существу говорить. Так же и другие остальные кигенах. Буй, шейк хаэлаг, дахлю ашхала цэр, а тау шигналу, дахайш ванкел, минюш пешбу. Азиат Акабошик, Басаев, его действия потом, какими они были, эти джамааты, которые потом появились, воровство людей, расстрелы, провозглашение шариатских законов, там, побитие палками наших граждан, это все следствие Боашева. Причина была в том, что Яндарбиев, ныне покойный, и Идигов, и неполном составе парламентариев изменили нашу Конституцию. Вот где причина. И по этой причине надо бить сегодня, чтобы в будущем такого не было. Вы опять обсуждаете следствие. Вы обсуждаете, что произошло. А я говорю, почему это произошло. Вот я на чем акцент делаю. Они изменили государственное устройство. Простите меня, пожалуйста, можно 2 слова сказать? Ровно 2 слова. Бесланскую, осетинскую школу он на себя, Басаев, взял. Из-за чего ты говоришь? Ты сейчас что сказал? Как по маслу хотел, чтобы он ускользнул. Это самый чудовищный позор в истории человечества, который он взял на себя, при том, что чеченцы там близко не примешаны, не участвуют. Я это тоже признаю. Я лично признаю. Да, я тоже. Правительство. Потом Дагестан, Вагар Курбар, Цигвагар, это уже вот эта вот эпоха, Удугова эпоха, вот этого, и заложительного, как фундамент исламские государства, там, из этой оперы Мадуйгар. Сейчас вот эти вот все здесь по Европе, вот эти идеологи резко попереобулись, там, розовыми, пушистыми стали. А по сути, они же толкали и Басаева, это болото, и Масхадова, и по сегодняшний день критиковать беш. Аж вот, что из Европы, Вот на Дагестан напасть, там юридически, вы уже, насколько я вас слышал, вы доказали. Он романтик там, он лишил нас суверенитет, но Бесланскую школу на себя взять, при том, что чеченцы там вообще близко не причастны, это что такое? Это мировой позор. Мировой позор на все времена. Паразит, я не снимаю ответственность. Я не снимаю ответственность Басаева и ему подобных людей в то время. Я с них ответственность не снимаю. Как говорится, незнание не облегчает вину. Я не об этом говорю. Но я четко хочу до вас донести, что причина, что этот фундамент, этот камень заложили те люди со своими преступными действиями. Если эти люди в свое время не совершили бы такого, наша история могла бы по-другому пойти. У Басаева и у них, таких как он, не было бы этих рычагов давления на наше общество. А это давление получили самолично, получил и Дигов Басаеву, и Яндарбиев. Ардушин, мы вам подготовили юридически вот такой как бы подлог, действуйте. Все. Они все виновны. Извини, пожалуйста, я не имею права заступаться за них. Я не их представитель. Я вообще Эйнштейн, относительность, теория относительности – это попытка
найти связь между возможным и невозможным в двух словах. Социальный сторонник вас, что, смотрите, Арслан Арцуев с меня больше не спрашивал этого дела. И он меня знает, не знает. А вообще как гражданин Демос Уайдала, я же имею право там... Да. Все Я же правильно. имею право даже заставлять быковать на дебатах. Все, Бяхмбылиш. Шайдер, а как ты вот относишься к 1500 мечетей, к цивилизации и мохетом, паразит? Прокомментируй тоже свою позицию. Ну, насчет мечети, там, где Божий дар, там и Божье проклятие. Общая истина всех народов. Греция, Индия, Китай, Древняя, Чечня, краснокожие американцы. Там, где Божий дар, там и Божье проклятие. Кушай крахмал чуть-чуть, и больше ничего не кушай, ты будешь самым сильным. Но если ты будешь все перемешивать, ты будешь больным. То есть И еще сколько, вот по-твоему, нам нужно, чтобы построили мечети, чтобы у нас произошел полный баракат? вообще-то, если мечети выполнены вот таким качественным, на совесть выполнены, там их рекламируют, показывают, там камни завезли иностранные, заплатили огромные дотационные. Не, погодите, храм, высокие потолки есть, там есть? Это очень ценные места, пусть ради Аллаха, пусть это очень ценные вещи. Главное, политический режим, экономика, экономический. Политика – это экономика. А это очень пригодится, между прочим. А вот визит Путина вместе с Красиковым, где они рукотворно вот этот Коран привезли, это ты думаешь, что Путин все-таки наш брат мусульманин? Ну, разумеется, я понимаю ваш вопрос, братья. Разумеется, это преступление, когда людям нечего кушать, чай, масло сливочное. Не все могут позволить, там в Чечне страшные вещи происходят. Но конкретнее задавали бы свои вопросы, мы бы не ссорились бы. Разумеется, преступление. Маюз, ахудуз, гасхиш махайз, галбял, мадуз, балид, гасхиш. Ладно, все. Ну, дорогие мечети, я думаю, очень богатые дорогие мечети, это как бы маркетинговый ход, допустим, в будущем сделать центром мусульманского мира вот, на юге России, а возможно даже филиал Мекки там, типа, ну такой, формально. Да, и половина камня, черного камня, половина, вполне могут перевести туда. Если ты простые мечети построишь, потом будешь говорить, что это филиал Мекки, ну скажут там просто ты аферист. А вот когда ты построишь супер богатые визуально масуал мечети, да, ты заслуживаешь быть филиалом Мекки, там, ишца. Конечно, там, наверное, стратегически. Потом еще палестинцев завезли туда, это как уже, как этот, ну, семена посадили, в общем. Братья, поймите, братья и сестры, поймите, это очень нужно. Человек, когда заходит в храм, там высокие потолки, чувство святого, серотонин, там вера в себя, конечная стадия, то есть ешундуист. Но, конечно, не в таком порядке, вы правы, разумеется. В гуманитарном, экономическом вы все правильно говорите. На горе народа там пировать нельзя, там. В этом вопрос в том, кто будет задавать музыку, кто будет задавать пластинку вот в этих мечетях, общую программу. Вот в этом вопрос, в этом суть. Не то, что там бепик, не бепик, там кушать, мушать, экономика. Нет. Главный вопрос, что там будет проталкиваться вот в этих мечетях. Какой порядок, какой исламский порядок или еще там что-то. Конкретно.
У нас, Вопрос. я на Конкретно секундочку задайте перебью, вопрос. хотел бы перебить на секундочку. У нас на канале гость тот зашел, тут наш соратник тоже его приглашал, Йоханнес Машвол по-чеченски. Приходите свободно. Добро пожаловать. Машвол, добро пожаловать. Благодарим, что зашли к нам на канал. Ну, мы тут как бы чеченцы, ну и не чеченцы, так общаемся о вот этих наших проблемах насущных. Вам тоже слово, если хотите, тоже можете говорить. Обязательно государственное устройство. Даже я слышал недавно, Задорнова включали, он говорит, а вы знаете слово «строй»? Ленин что имел в виду? Вы Ленина читали? То есть все давят на комплексы. Строй. Ну, разумеется, демократический режим. Я буквально извиняюсь, паразит, и извиняюсь, что называю тебя паразитом, просто не знаю по-другому как. По-моему, Йоханнес не умеет пользоваться Telegram. Там есть вот эта синяя кнопка, на которую надо нажать, она становится зеленой, и потом можно говорить. Потом снова надо нажать после разговора, чтобы она синим горела. В общем, когда сказали демократический строй, и Задорнов резко проявил гибкость позвоночника и говорит, а вы знаете вообще что? Ну, ладно. То есть, разумеется, режим демократический должен быть. Человеческое общество, социум, понятие. Но, разумеется, Ачдуч-Тарг – это высочайшая ценность, высочайшая цель и высочайшая компенсация всех затрат героических потерь, подвигов, жертвоприношений. Паразит. Тут не будет никакого демократического режима, покуда у тебя в республике 1511 мечетей на 17 тысяч квадратных метров. И в каждую пятницу тебе мулла будет объяснять, рассказывать, что плурализм – это деяние дьявола, секуляризм – это тоже деяние дьявола. О какой демократии мы можем говорить в такой ситуации? У тебя народный строй, второй Афганистан, и он сакиечу. Вам вместо завода, фабрик, как грибы после дождя строят мечети везде, на каждом шагу. Это целенаправленная идеология. Элда, на секунду послушай, пожалуйста. Я твой ученик, можно сказать. Да мы вообще не помним. Я с тобой полностью согласен. Ой, Ахудис, ты самый доступный человек, ты разжевываешь вещи, сливки, соки через соску, пюрешки через ложку беззубым детям, крупные вещи. Зачем ты мне это говоришь? Я твой сторонник. Насчет мечети я твой сторонник. Просто там середина есть. Но я за то, чтобы мы до конца говорили правду. Чья бы фамилия за это не звучала в эфире, я за то, чтобы любую фамилию озвучивать, любое имя озвучивать. Если совершил подлог преступлений, называть людей своими именами, чтобы в будущем подрастающим политикам, которые придут за них место, чтобы им неповадно было такое совершать. Вот для чего сегодня говорится. Чтобы это им было пример, чтобы они знали, что чеченский народ этого не стерпит, что это больше не пройдет, а то до сих пор, вот как в этом дежавю живем. Я до сих пор проживаю 96-2000 года, находясь в Европе. Я от них сбежал в эту Европу, чтобы их не слышать и не видеть. Они за мной сюда прибежали, и мне здесь мешают жить. Всячески стараются мою жизнь сделать кислой. 24/7 Идигов болтовной словоблудием называется это. Это неграмотные вещи, это называется словоблудие, паразит. Да, Илдар Саваш, вы вообще забыли, откуда я начал?
Клянусь всеми святыми родными, я на вашей стороне. Дейл Возлорсо, я на вашей стороне. Да, Вы но уже извини, забыли, кто я? подожди, твой сарказм может пониматься двусмысленно. Тут эти двусмысленный сарказм понимают не все, к сожалению. Ты камбер масух кейч Булгари. Могут понять односторонне. Поэтому мы тут и пытаемся донести, как бы раскладывать все это по мелочам, по деталям и по полочкам. Бяхмадыла. Давайте чуть тему поменяем, да? Немного разрядить вот эту обстановку. Ну, далеко как бы не уходим все равно, потому что вот в Украине сейчас находится 12 тысяч северокорейских муджахетов. Вот эта вот тема, как он? Мне вот интересно, почему именно 12 тысяч? Я увидел новость. Ну, потому что вот в исламских вот этих вот преданиях, там, легендах сказано, что якобы там 12 тысяч маджахетов, мир там весь Ну, охватит. не Видимо, в Украине Путин, находится. да, Путин как мусульманин, да, как недавно он приехал, то, о чем мы говорили с этим Красиковым, и Коран, вот этот письменный, рукодельный, рукотворный привез туда, и пришел, почти всплакнул. Вот, видимо, он тоже там уже исламист с корнями, скажем так. И вот что-то с Кимом там задумали они, чтобы 12 тысяч северокорейских маджахетов как бы с Украины уже вот это вот начать джихад. А Иерусалим когда они будут? После Украины? Просто вот эта цифра 12 тысяч, она звучала в связи с этим, с Иерусалимом. То есть захватим Иерусалим, 12 Ну, тысяч. ты что, не видел? Они же полностью, Кадыров и остальные подрусские, они там полностью комментировали же это дело. Якобы кто хочет помочь Палестине, Палестина, короче. Кто им хочет помочь, лучше пускай это делает в Украине, потому что это типа, ну, они как бы это все вместе, они наши враги, это сторона зла. Но вообще надо понимать, там, конечно же, дисциплина предрешает много чего. Но все предрешил воздух. Еще во времена ВОВ воздух предрешил все. Но, конечно же, солдаты, дисциплина. Но опять-таки, ты что, каждый раз при себе морфий будешь носить? Чтобы доказать, что ты солдат, что ли? Палец порежь где-нибудь. Шрам сделай там без пластыря, купаться не можешь. То есть любые человеки это, конечно же, солдат это мощная вещь, но не забывайте, что человек ничего с адреналином не связан. Плюс воздух предрешает все. Они там сдохнут, просто Зеленский обворовывает украинскую армию. Йоханнес, вас было слышно? Говорите. Йоханнес, разобрались вы с микрофоном? И они это видят, и они тебя включают. Ну, кто вот админ чата, да, там вот этот вот Ибрагим, да, который, это, то есть, ну, основатель всей этой системы. Плохо слышно. Ибрагим. Вас далека слышно. Может, микрофон чуть поближе придвинете. Просто северокорейским войскам очень поможет воровство Зеленского. И все. Больше там нет превосходства. Подожди, свободен, вы столитываете. Ну, я через компьютер. Во, сейчас слышно. Сейчас вас слышно. Через телефон зайти, наверное, да, лучше? Ну, нет, не через телефон, надо через компьютер. Лучше будет, лучше всего. Подожди, меня слышно, все, меня слышно, я вижу, что меня слышно. Алло, здравствуйте, добрый вечер. Все, выключаю здесь, да? Добрый вечер, добро пожаловать. Йоханнес, чуть-чуть ознакомлю, ну или можете сами как бы. Вы вот немец, да, по происхождению тоже полностью знакомы с русским миром, родились там,
выросли. Ну, вот, как бы о себе дайте тоже такую информацию. Ну, я родился в Казахстане, город Павлодар, потом переехали мы в Караганду. Ну, вы знаете, наверное, что мы там жили не по своей воле, что были депортированы, точно так же, как вы. Мои родители, мама депортирована с Грузии, Тбилиси, папа депортирован с Волги. Ну, они там познакомились и там поженились. Вот. Потом где-то в 89 году я переехал в Германию. С тех пор я живу здесь. И вот я вот тут как раз услышал тоже, вот один человек говорит, что, ну, реально, мне было очень трудно убежать из Советского Союза. Я не знаю, какой я там секретный документ подписал. Я даже не знаю, я служил там в армии в Читинской области. Но меня не выпускали они. Родители уехали раньше на 2 года. А мне потом через взятки и все такое пришлось уехать. Как бы я уехал в отпуск и здесь остался, потому что я немец, я мог здесь остаться. И что я хочу сказать? Подтвердить то, что я убежал оттуда реально с этого дурдома, и теперь этот дурдом, этот русский мир меня стал здесь преследовать. Вот я об этом как раз и говорю, и с этим борюсь, потому что это какая-то гадость противная, отвратительная, которая воняет, грязь это вызывает только отвращение, вот это все, их вот эта культура и все это. И она меня теперь здесь стала преследовать. Мы от них, реально, я от них убежал, еле сбежал оттуда. И теперь они меня здесь преследуют, не только меня, все цивилизованных людей. Они всех тащат в деградацию. Вот о чем я говорю и пытаюсь достучаться до всех людей. И мало того, что они... Мы-то знаем, что как потом было в Советском Союзе, все это, как это было, какое отношение было к нам, вот к депортированным, ко всем, к этим малым народам, как они относились. Но дело в том, что они стали влиять на наших детей. Они влияют на нашу молодежь здесь, в Германии, и вы посмотрите сейчас толпы, они бросают здесь все, ой, прекрасная, любимая Россия, продают здесь все и едут туда. Я реально знаю несколько семей, которые молодежь, им по 22-23 года, они отказались, оставили немецкий паспорт, то есть без возврата уехали. Родители в шоке, родители не знали. Родители до сих пор головой трясут, не понимают, в чем дело. Люди, дети насмотрелись телевизор, насмотрелись вот этот интернет, вот эту пропаганду, вот эту отвратительную, которая идет от русского мира. Вы представьте, какой вред они наносят нашим детям. Понимаете? Поэтому я этим занимаюсь, потому что под влияние этого русского мира, даже моя дочка как-то одно время попала, я вовремя ее, как говорится, оттуда вытащил, и то иногда периодически у меня с ней разногласия. Но не только дочка, у меня и среди моих родственников тоже таких хватает, которые насмотрелись телевизора, и как зомби какие-то, это страшное дело, что они творят с людьми. Это просто страшное дело. Вы же сами знаете, что они кроме деградации ничего не принесли миру. Я вообще компьютерщик, да, у меня была здесь фирма компьютерная, я очень люблю эти технологии. И я сейчас занимаюсь искусственным интеллектом, вот ChatGPT. Вот я долго там это самое расспрашиваю. И я вот действительно спросил его, расскажи мне, сколько стран стали жить лучше после Советского Союза, после России, после русского мира. Ни одной, ребята, ни одна страна не стала жить лучше, все стали хуже. То есть этот компьютер, он просто сверяет цифры, данные, как они жили до, какой у них был доход, как они процветали, и как они жить стали после. Потом я сказал, давай хорошо, американцы плохие, проверим американцев. Американцы тоже делали ошибки, там есть 5 стран, которые он перечислил. Но остальные страны, 75% все процветали. Там, да, Ирак, Ливия, он сказал, Афганистан, он сказал, потом еще 2 страны, теперь я не помню. То есть, понимаете, я не защищаю американцев. Ну, я защищаю просто весь цивилизованный мир. Я просто защищаю уже даже своих детей. То, что они... дошло до того, что они влияют на моих детей, и
чтобы не получилось так, что мне дети мои же нож в спину засадят. Вот о чем разговор, что это просто какой-то кошмар. Я уже пожалел, что мы с ними говорили по-русски, что они понимают этот язык. Этот язык какой-то прям вот действительно враждебный какой-то, что он так влияет на нашу молодежь. Вот о чем я хочу сказать. Поэтому я этим занимаюсь, потому что это вред нанесло моей семье лично и наносит до сих пор. И да, у меня с одной дочкой из-за этого до сих пор нет контакта. И поэтому я это делаю. Нравится моей младшей дочке это или нет, но я это буду делать и делаю. И я это не прекращу делать, потому что я реально знаю этот весь Советский Союз и все это изнутри. Ничего хорошего они людям не дают. Их культура – это культура каменного века. Вы сами знаете, что принесли им культуру. Немцы, что немцы там жили реально во дворцах, они жили в землянках, топили по-черному. Слово «изба» немецкое слово, у них даже изб не было. Они рассказывают, что они всех мыться научили. Они рассказывают, что они пирамиды строили. Что они построили китайскую стену. Что Иисус Христос был тоже русский. То есть они такую чушь рассказывают. Это мне дочка моя рассказывает. Я говорю, доча, ты что, совсем что ли с ума сошла? Иисус Христос, говорит, русский. Родномир или как-то там она говорит. Вот из-за этого все началось. Это просто какой-то кошмар, это так врать, это же вообще просто ужас. И рассказывать, как прекрасно жить в русском мире, и им не докажешь ничего. И это до такой степени повлияло на моего отца, повлияло, что я приходил, когда, отец, правда, умер мой, но когда я приходил к ним домой, они выключали телевизор, потому что они знали, что я буду возмущаться, если у них включен телевизор, тем более русский. Я на полном серьезе говорю, поэтому это повлияло. И причем папа, мама мои, они ведь из депортированных, жили под комендатурой. И так на них это повлияло. У меня просто нет телевизора, может быть, я был такой же чокнутый. У меня нет его из принципа просто, этого телевизора. Мне не нравится он. И, может, поэтому меня не зазомбировали, может быть, я тоже попал бы под влияние. Но это просто кошмар, что делает этот телевизор с людьми. Они не люди становятся, они какие-то, правда, как будто одна извилина. И это невозможно. Вот сосед мой по даче, немец, он тоже русским стал здесь. Меня поражает. Я говорю, как ты предал свою маму? Маму притесняли, брата притесняли, не дали поступить в институт. Все это он рассказывал, мне жаловался. Теперь он готов местных немцев убивать, потому что насмотрелся телевизор. Это же помутнение в голове какое-то. Понимаете, вот поэтому я вижу вот этот весь, это какое-то зомбирование массовое, и я просто в шоке. Вы знаете, я даже понимаю, вот когда говорят про кадыровцев, они там живут, в той стране, им с одной стороны деваться некуда, с другой стороны они другое не видят и слышат только эту одну пропаганду. Но наши, живущие здесь, видят, какой здесь жизненный уровень и какой там, и они мне рассказывают, что там лучше. Вот что я могу сказать. Я возмущен до сих пор и все заканчиваю, потому что этому конца не будет. Ох, и как никто другой от души понимаем вас, да, вот то, о чем вы говорите. Да более знакомая тема. Как раз, когда вы входили сюда, Йоханнес, мы говорили о том, что у нас в Грозном в этом году плюс ко всем 1500 достроили еще 11 мечетей. Представляете, что у нас творится? У нас нашу республику буквально превращают в Афганистан. Ни библиотек, ни заводов, ни фабрик нам не строят. Нам строят одни мечети. И такие роскошные, что вот как раз человек-свидетель рассказывал, какие там высокие потолки и все такое. Как вы думаете, это что? Это как на государственном уровне исламизируют, мало того, радикализируют наше общество? Ну, ребята, я веду тоже телеграм-канал, Руслан знает, Руслан это мой брат, да, чеченец. Вот, вы знаете, что я веду телеграм-канал, так называемый я фершверунгстеоретикер, то есть я верю в теорию заговора. Я занимаюсь этим интенсивно, я конкретно давным-давно этим занимаюсь, на меня уже несколько здесь было, ну, не знаю, говорить нет, было около 4 заявлений в полицию, и даже, были судимости за это.
Вот. И поэтому я сейчас про эту тему много говорить не могу. Но я вам хочу одно сказать. Все религии, все это управляется через Ватикан. Нравится вам кому-то, не нравится, но как существовал Древний Рим, он так и существует. Все знания про древние цивилизации, инопланетные цивилизации, или, скажем так, цивилизации, которые находятся за ледяной стеной. Потому что я знаю точно, что немцы удрали туда в Третьего Рейха. У меня есть и карты, и базы, где они находятся. Все в телеграм-канале у нас. Не хочу рекламировать, но просто говорю, как есть. Вот. И все знания, которые немцы получили, именно Германия получила здесь во время Третьего Рейха, вы откуда думаете, вы о них получили? От итальянцев, из Ватикана. Вот эти летающие тарелки, которые были у них, вот эти танки, этот Мерседес, эти ракеты. Это все там, все знания там, все библиотеки у них спрятаны. Все едут на поклон туда. Хотите вы этого или нет? Все религиозные лидеры, все в курсе. Это все одна банда, которая просто управляет человечеством. Я так считаю. Потому что, они не дают эти... Извините, пожалуйста. Банда, если была бы, захватила бы мир и уничтожила бы, тоталитарный режим установила бы. От человеческого ресурса не зависит ничего. В мире и никогда не зависело. Никогда человек не управлял миром. Вы сами знаете, вы сами знаете, что такое управление. Человек не может управлять. Человек больной. Каждые 4 года надо сменять все руководство, чтобы оно было исправное. Никогда человек не управлял. Не врите. Я не говорю, что человек, я именно не досказал, что там над ними есть какие-то, да, вот вы правы, что есть какие-то не люди, это не люди. А эти, которых мы знаем, это все марионетки, в том числе и Ротшильды, и, как говорят евреи, масоны. Это все не тех, кого мы знаем, они не управляют. Кого мы не знаем, они управляют. Извините, пожалуйста, это Такая вот эта тема, она неоднозначно, скажем так, спорная, да, я просто хотел бы вот то, о чем Йоханнес рассказывал, да, о преследовании русским миром, находясь здесь, вот, в Германии, там, в Австрии, во Франции, в европейских странах, тоже до боли знакомо, да, потому что чеченцев нас тоже здесь преследует вот этот русский мир, и преследует во многом через вот эти русскоязычные средства массовой информации, которые работают здесь на западные. То есть там какие-то телеканалы «Дождь», «Радио Свобода», всякие там, как их там, «Кавказский узел», Deutsche Welle. К сожалению, вот через вот эти вот рупора, скажем так, да, в которых сидят вот эти русские, это понятно, там, телевидение, радио, оно некоторое финансируется Госдепартаментом, там, некоторые там, другими западными какими-то организациями, но вот эти люди, которые там работают, все равно они предвзято относятся, то есть по-русски относятся вот так. И не то, что вот в таком плане, да, это преследуемое. К сожалению, этот русский мир уже как бы укоренился, вошел вот вовнутрь, да, скажем так, вот как там в фантастических каких-то фильмах какой-то паразит залезает в тело человека, вот так вот уже в чеченскую среду, в некоторых чеченцев, даже во многих, да, вот этот вот русский там вселился в них, и уже оттуда вот тоже вот работает глубоко изнутри. Человек не может управлять ни в коем случае, поэтому касту, даже касту, породу, там, клан нельзя обвинять в человеческий ресурс. Если бы от человека что-то зависело бы, он давным-давно в мире Северную Корею сделал бы. Совершенно не обманывайтесь на этот счет. Это вообще глупая вещь, что человек управляет через скрытые места. Йоханнес, вы наблюдаете вот за этим, за
происходящем в Украине, вот эти северокорейцы, 12 тысяч, которых туда подтянули. В курсе вы Да, что-то? я с самого начала говорил и буду говорить, я тут общаюсь тоже с немцами. Я считаю, что это все договорное. Потому что они до этого объявляли, что они хотят сократить население. Им нужно стравить это население между собой, и они это удачно делают. Вот просто те люди, которые ведутся на это, ну, что я могу сказать, русские ведутся на это, хохлы плохие, а тем-то что остается? Тем защищаться надо, это понятно, к ним в дом с оружием пришли. Вот я считаю, что это все договорное. Вот, например, смотрю генерала одного, он еврей по национальности, живет в США. Он конкретно сказал, тогда, когда узнали мы, что договорняк, вот я на его канал подписан, тоже здесь в телеграм-канале, он говорит, когда пошел этот, как его, на Москву, напомните мне его фамилию, на Москву пошел, что сказали американцы украинцам? Все, сидеть тихо и ждать. Когда тот на Москву пошел, это самое, Пригожин. А нужно было взять и пойти вместе с Пригожиным. Вот этот генерал, он конкретно говорит, стратегически они просто взяли, перебили ноги, руки украинцам, те бы уже давным-давно Москву захватили, если бы они поддержали Пригожина и пошли бы с Пригожиным. А они сказали, Извините, сидеть. пожалуйста, грубейшая ошибка. Евреев год уничтожает. Что? Я просто говорю, что я вот смотрел его канал. Но я считаю, что это все договорное. Эти все воины, эти все, что они творят, эти все беженцы, это все специально натравить одну религию на другую, вот, натравить один строй на другой. Ну, чтобы сократить население, они не могут управлять. Население сильно большое сейчас. Им нужен 1 миллиард, а лучше 500 миллионов, и тогда они смогут со всеми управлять. Они сейчас подготавливают цифровизацию, везде вводят электронные вот эти деньги. Йоханнес, извините, пожалуйста, но вот так, если так рассуждать, вот слишком простое заключение. Почему? Потому что, извините, что я вмешался, если так рассуждать, то получается, очень многие планы ведут поперек, то есть наоборот. И то, что американцы сдерживали украинцев, мало им помогали, скорее всего, из-за безопасности по всему миру, чтобы Россия там не начала сразу своим трясным ядерным оружием, как бы с другой стороны, видится, американцы и западные цивилизованные люди делают все возможное, чтобы оставлять этот конфликт локальным, то есть в пределах России и Украины, чтобы не расширять его по всему миру. Вот такой взгляд на эту вещь может быть правильным? Ну, я тоже так думал, я человек, да, у меня меняется тоже мнение. Конечно, если мой сосед вел себя адекватно, а тут вдруг стал наркоманом и стал кидаться, у меня мнение к нему изменилось. То же самое меняется мнение к партиям и меняется... Ну, вы посмотрите, на самом деле, что они сами делают в самом США. Они разваливают саму Америку, они разваливают Германию, они разваливают все страны. Они разваливают даже их любимую страну Израиль. Они все разваливают, весь мир разваливается. Это же люди делают, это же, вернее, не люди, именно что не люди, которые стоят за этими людьми. Они это делают. Они разваливают все страны абсолютно. Везде плохо, везде становится хуже. Они готовят людей к голоду. Они к этому... То они пандемию включили по всему миру, теперь они войну устроили, они теперь... Йоханнес, с вами как? Подождите. Вот эти корейцы, это для чего? Чтобы развязать Третью мировую. Это для этого делается. Развязать Третью мировую, потом устроить голод и сократить население. Вот мое мнение такое. Ребята, смотрите, все по плану. Извините, пожалуйста, послушайте 2 секунды. Искусственный интеллект резко допущен был инженерский и в нескольких странах. А что евреев убивали, это правда. Мы уже видим, это все правда, что евреев периодически, закономерно убивали массово. Мы теперь это видим. Это разные два вопроса. Да, и основные приверженцы этой теории заговоров, это, конечно же, русские каналы. Йоханнес, если вы проследите, откуда происходят вот эти вот движения теории заговоров,
в том числе и в США, в том числе о плоскости Земли и так далее, и так далее. Посмотрите внимательнее, откуда идет этот источник. Все виноваты, везде все рушится, Европа сходит с ума, Америка сходит с ума. Никакого, извините, пожалуйста, заговора, теории нету. Вы нам приписываете этому каналу то, чего он не говорил. Это страшнейшее обвинение. Вы что говорите? Паразит. Мы тут как бы за порядком, если надо, сами разберемся. Мы сами вот гостя пригласили, и он высказывает свое какое-то мнение, да, вот. Поэтому давайте уважать будем как бы мнение друг друга и давать высказываться. Просто мы можем там дискутировать, да, в рамках приличия, если есть альтернативное мнение. Не, ну я спорить не собираюсь, я просто так считаю, потому что я наблюдаю, я согласен, может быть, действительно это идет с российских ресурсов, но я здесь подписан на немецкие все ресурсы. Вот. Многие из них, да, любят там Россию, Путина, и они не понимают до конца все это. Но в целом оно видно, если разобраться, вы видите, кто у власти. Я сейчас не буду это говорить здесь. Вы видите, что есть определенные неприкасаемые, про которых нельзя говорить. Они у власти, и они во всем. В СМИ, они во всем. Вот. И они все делают, чтобы поддержать вот этот хаос. Им нужен этот хаос, чтобы уничтожить население. Потому что сильно много людей, мы не управляем, и они не могут нами управлять. Нас сильно много, вот в чем дело, понимаете? Йоханнес, а может быть такое, что вот смотрите, я так сейчас попробую объяснить, к чему я это веду, что вот это мироустройство, которое состоялось после окончания Второй мировой войны, я имею в виду то же самое, Организация Объединенных Наций и тому подобные организации, оно сегодня как бы не жизнеспособно, и поэтому сегодня вот устройство мира как бы по швам идет, скажем, да, вот грубо. Может быть, настало время поменять в мире что-то? Ну, если взять вот так философски, то, что я говорю, что я одно время у меня был клинический опыт такой, клиническая смерть, и после этого я как бы выжил, переродился, можно так сказать. Ну, мне не дали умереть, я был на том свете, меня отправили назад, сказали, иди назад, все. И я тогда начал с карандашиком изучать Библию, Коран, потом я занимался тибетскими практиками, Торы изучал. Но у меня такая тяга была духовность, потому что я понял, что что-то не то. Вот. И я понял одно, что все мы есть одно целое. Каждый из нас, мы просто душа. Тело это вообще это временно. Мы все умрем, вы знаете, да? Мы все умрем. А они здесь, на земле, нас постоянно разъединяют. Вот эти мусульмане, эти христиане, эти русские, эти немцы, эти чеченцы. И постоянно они нас разъединяют. Хотя душа – это одно целое, просто разъединенное и воплощенное в тело. Да? Мы, то есть, одно целое, то есть мы есть одно все. Вот в чем дело. А если мы все объединимся, будет рай на земле. Если мы поймем все, что мы братья и сестры на самом деле, что нам нечего делить, то они говорят, эти негры, эти азиаты, эти, всех разъединили, всех разделили, всех поссорили. И сейчас еще больше ссорят. Сейчас вообще ссорят всех подряд. И поэтому вот это и есть самое худшее, что они делают. Вот это принцип «разделяй и властвуй». Вот чем они занимаются все. И вот делается это, ну, кто-то говорит, как философы говорят, что душа обучается путем страданий, путем вот этих всех переживаний. Вот здесь обучается. Кто-то говорит, что есть силы, как сказать, кто-то говорит инопланетные цивилизации, кто-то иноземцы говорят, что они нас специально не дают нам развиться в этой, и это действительно, мы же не можем развиваться, у нас времени нет, целыми днями работаешь, и это самое, когда ты там о духовности думать-то, вот, и не можешь духовно развиться, потому что целыми днями работаешь и страдаешь, и кто-то, вот эти сущности, они скачивают с нас, как с батареек, энергию страдания. Вот фильм «Матрица», не зря же показан, да, что мы как бы в матрице живем. И действительно, люди все страдают.
Счастливых людей раз-два общался, и то, у кого деньги, тоже страдают. Что якобы они скачивают с нас вот эту энергию страданий. То есть много вариантов, но смысл в том, что духовность говорит одно, что мы все есть одно целое, мы одна душа, расщепленная на части и воплощенная в тело. Когда мы теряем это тело, возвращаемся назад на тот свет, мы соединяемся с Творцом, и мы понимаем, что мы здесь дурью маялись, да? Ерундой какой-то. Зачем мы ругались вообще все? Это делали. Это не видно никакого смысла. А здесь нас, да, разобщили. Может быть, действительно, это огромный полигон обучения, что мы должны здесь пройти. Как говорил немецкий философ Кант, что нас не убивает, делает нас сильнее. Может быть, для этого? Я не знаю, я уже тоже разговаривал с людьми. Я говорю, посмотрите, они говорят на евреев, да, вот все на евреев говорят, а евреи. А теперь посмотрите, кто это стоит в прихожей у короля Англии? Ротшильд. Он сидит и ждет, пока король Англии его примет. Вот. А они кто такие? Они из дома Ганнофера, они немцы. Они все из дома Ганнофера. Шведские цари из дома Ганнофера, эти голландские цари, английские цари, даже бывший русский царь, он тоже из дома Ганнофера. Ну, как бы, они все родственники, все двоюродные братья. Йоханнес, вот в Германии русских, да, которые там огромное количество, я знаю, а вот дистанционно болеющих за Путина много? Было очень много, остались самые-самые зомби, но люди меняются, естественно, что они понимают, что это телевизор-то отключили российский, поэтому меньше становится, по крайней мере, может, спрятались, зашифровались. Но я их, честно говоря, их терпеть не могу, мне вызывает отвращение, вообще весь русский мир, это все. Может, мне нужно этот урок тоже пройти, понять, что они тоже наши братья, что их как-то, да, даже если они такие, что их нужно как-то тоже полюбить. Я не знаю. Ребят, я так же, как и вы, разбираюсь в этом мире. Я такой же, как и вы. Поэтому... В поисках правды, получается. Конечно, ребят. А как вы думаете, немецкие власти разбираются, что вот есть такое население у них под боком, такое, скажем, прорусское? Вот я поэтому и говорю, что немецкие власти вообще ничего не делают. Абсолютно. Я дал на этого конюха почти 10 анцайги сделал, то, что он мне угрожал убить. Потом он пришел ко мне с ножом, накинулся на меня. Я выхватил нож, там получилось так, что немножко его порезал. Он теперь на меня сделал анцайги, и теперь оказывается, что я виноват, он говорит, что я его хотел убить. Это дурдом какой-то. То есть они здесь делают, что хотят, и полиция не реагирует. Я взял на полицейского, написал жалобу в инстанцию, которая как раз занимается бездействием полиции. Посмотрим, вот разбираемся, понимаете? То есть, похоже, как я вам сказал, им выгодно, чтобы здесь был хаос. Я так наблюдаю, что они ничего и не делают. Ничего не делают. Им выгодно, чтобы это было. Поэтому я говорю, что это договорное все. У нас тоже много есть вот таких, скажем так, детища вот такого уже уподобленного вот этим русским миром себе, которые тоже, находясь здесь в благополучных, цивилизованных европейских странах, и в Германии в том числе, вот, дистанционно любят шариатские вот эти системы, потом исламские государства. Вот много раз предлагали билет до Афганистана, даже как переправить туда, есть даже знакомые, можно, есть каналы, да, что вот эту шариатскую систему, по которой мечтают вот эти мечтатели, сидя в благополучной Европе, почему-то отказываются. Вот никто не хочет поехать, посмотреть изнутри на шариат, сделать оттуда селфи, показать вот нам, как нам хорошо в шариате живется.
Короче, такое зеркальное отражение вот этого же русского мира, только уже в таком шариатском формате. Вот с этим тоже как бы в нашей среде огромные проблемы, с которыми мы тоже пытаемся бороться информационно, да? Вот такие тоже Один интересные. вопрос Йоханнесу можно? Да-да, конечно, говорите. Йоханнес, у меня такой вопрос. Вот я тоже из Германии. Вот у нас есть такая, как правильно выразить, Алиса Вайдман, я? Как его правильно назвать? Как вы считаете, если он в следующих выборах придут к власти в Германии как канцлер, будет какие-то изменения там ваше видение? Как вы изложите этот? Алиса Вайдель, это партия АfD вы имеете в виду? Да, совершенно верно. Ну, я уже про это тоже много видео говорил, ну, хорошо, я скажу вам. Но смотрите, они говорят одно, а делают другое. Во-первых, у меня есть документ, фотокопия, что эту партию создала Меркель, когда было огромное количество беженцев. Она так и расписалась, и там написано, что они обязуются делать то, что под руководством партии ЦДУ. Это так называемая отдушина всех недовольных. Всех, кто недовольны, идут за них голосовать. Это как бы специально они сделали эту партию. Меркель тогда ее создала. У меня есть документ. Я даже выставляю очень часто. Это, как я понял, это что, дочерняя там компания ЦДУ? Но они делают вид, что они нет, что не дочерние. Там и можно быть немножко нацистами, немножко недовольными. Там так написано все это. У меня есть эта подпись, где они составляли. И Меркель была создатель. Там конкретно стоит на немецком языке. Создатель этой партии. Это во-первых. Во-вторых, давайте я это продолжу. Смотрите. У них в программе что? Они против геев. Алиса Вайдель, кто она? Лесбиянка. Они против беженцев. У нее муж или жена. Кто? Беженка. Она живет вообще-то в Швейцарии, ее место жительства. То есть у нее вообще не совпадает с ее словами ничего. Абсолютно. Они говорят одно, делают другое. Говорят одно, делают другое. И живет в Швейцарии. И где она работала? В Goldman Sachs. Она работала всю жизнь. У меня там есть тоже пара фотографий, с кем она в обнимку целовалась. С теми, кто ненавидит немецкий народ, кто готов его уничтожить полностью. Где она там с ними обнималась и говорили: ой, вы наши лучшие друзья. Поэтому я им не верю. И у них программа какая, смотрите, у них программа. Значит, выйти из НАТО. Ну, то есть выйти из НАТО, ну да, дайте сразу, откроем все границы, все, чтобы русня зашла, тут всех нас поубивала. Вторая программа – выйти из Евросоюза. То есть, ну, мы будем потом платить бешеные цены за те же помидоры из Испании, пошлину и пошлину. Я с Англия вышла, Британия. Я одеяло заказал за 30 евро. Пока пошлина, 120 цена оказалась для меня. Представьте, сколько будут помидоры стоить, сыр голландский стоит и все остальное, что с Италии идет, с других стран. И немцы как будут продавать свой товар с пошлиной? Это же тоже немецкий товар подорожает. То есть сразу будет бешеное повышение цен и безработица. Теперь они говорят: давайте прекратим торговать с американцами, мы их не любим. А там 68% товарооборот в США. То есть сразу 68% будет безработных здесь. Это как они себе представляют? Что они хотят устроить здесь? Потом всех беженцев, говорит, выгоним. Они говорят, всех беженцев выгоним. Ну, давайте рассудим. Тут мне один тоже заявляет: давай сделаем так, чтобы наоборот белые рожали. Я говорю, ну, дело в том, что... Подождите, можно один вопрос задать вам? Погоди, дайте человек закончить и будет потом задавать вопрос. Нельзя перебивать. Говорите, Йоханнес.
Давайте уже договорю, действительно. Говорит, мол, давайте сделаем, чтобы белые рожали. Я говорю, хорошо, они родят. Но дело в том, что белые, вон даже украинцы, они не хотят сделать здесь эту грязную никакую работу. И он, Шольц, поехал в Африку. Вы в курсе, да, что они оттуда завозят этих африканцев? Это бывшая колония Германии. Вот, и, ну, а кто будет туалеты здесь мыть будет, кто будет убирать, кто будет жопу подтирать, извините за выражение, старикам. Украинцы это не хотят тоже делать. Они не хотят такую работу выполнять. Вот в чем дело. Поехал, теперь он узбеков позвал здесь. На стройках тоже никто не хочет работать. Все хотят в бюро сидеть за компьютером. Вот в чем дело. Вот, они так легко себе представляют всех выгнать отсюда, беженцев. Но кто будет работать, кто будет эту работу выполнять? Вот в чем дело. Понимаете? Поэтому это не так все просто, то, что они себе представляют. Люди будут возмущаться, потому что они хотят здесь устроить безработицу, они хотят нас без НАТО оставить, они хотят прекратить с Америкой торговать. Они хотят с русскими торговать, мы с ними торговали. 3% был товарооборот. Сейчас перестали с ними торговать. Кто-то заметил здесь это? Никто не заметил. В общем, я все сказал. За них. Выстрелит паразит. Паразит, задавайте вопрос. Вежери, вы еще сморкались в отношении Арцуева? Казна диктует, налоги – это святая вещь. Так оно и должно быть. Совершенно правильная вещь. Бюджет – это пустой разговор, но казна диктует. Да вы что говорите? Гитлеровские какие-то... Вы о чем говорите здесь? Позволили ему пройти... Вставай, Нашун, я не знаю. Невозможно слушать. Не надо там переходить и... Он что-то весь, как этот, смотрю, он это воду тут мутит, там это... Некоторые просто заходят в чат такой под настроением, скажем так, сегодня воскресенье, вечер, поэтому... Завтра на работу не надо, да? Да, на личностях как бы не концентрируемся и нормально общаемся дальше. Ну, я не знаю, в чем я не прав, скажите, может, я заблуждаюсь, но я считаю, вот я говорю про эту партию, вы считаете, что это Я с вами в большинстве согласен, Йоханнес, не обращайте внимания, я полностью солидарен. То, о чем вы говорите, немножко с этими, как бы, как сказать, за кулисьем, вот чуть-чуть идут у меня сомнения, а так в основном вы правильно все говорите. Ну, я тоже предпочитаю не мыслить в качестве, поймите правильно, всемирного заговора. Я все-таки пытаюсь понять причину и что последует после всего этого. Мне просто интересно, я понимаю, что прогнозировать это дело неблагодарно, Йоханнес, но вот по вашей интуиции, как вы думаете, что будет после украинской войны? Что мы как вы думаете, что нам ожидать в мире, имеется в виду? Ну, вообще уже несколько лет как повышаются вибрации Шумана. Вы знаете, да, что это такое? Слышали, наверное, или не слышали? Да, такая тема была у нас. Да, вот, повышаются вибрации Шумана, и поэтому делается все, чтобы людям их понизить, поссорить. А когда повышаются вибрации Шумана, то есть эта матрица разваливается, 3D-матрица. Ну, смотрите, вот, чтобы объяснить немножко, может, понятно будет. Мы не можем видеть, как сокол, да? Вот сокол летит, он там видит с такой высоты, там тысячи метров высота, и он видит у этой мышки каждую клетку. Мы не можем видеть так. Мы не можем слышать, как сова, мы не можем, да? Мы не можем как нюхать, как собака, мы не можем это делать, да? Или чувствовать, как там есть животные, которые сверхчувствительные. И вот мы сидим в этом танке, так сказать, видим там чуть-чуть, слышим там чуть-чуть, чувствуем чуть-чуть. Запах у нас слабый. И считаем, что мы творец, как венец творения. То есть мы вообще ничего не понимаем.
что происходит. Мы не можем видеть тонкий план скрывает от нас, наука его отвергает. А немцы в Третьем Рейхе, они как раз на вот этом тонком плане, они строили всю свою науку. Вот. А он запрещен, этот тонкий план. А хотя уже есть фотоаппараты, которые фотографируют ауру, чакры, биохимию. Йоханнес, может тонкий план сравнить с квантовой механикой? Есть что-то общее? Что-что? Вот этот тонкий план, о котором вы сейчас сказали, можно его сравнивать с квантовой механикой? Общее есть у них что-то? Ну да, квант это и есть самая маленькая частичка, которая увеличила вибрации. Из него состоит все. И вот эти вибрации поднимаются. Дело в том, что Земля поднимает вибрации, все, весь мир, вся природа поднимает вибрации, а мы нет, люди нет, потому что кому-то невыгодно, чтобы мы их подняли. Дело в том, что если мы эти вибрации поднимем, будем счастливыми, то кому-то здесь не сдобровать. Именно тем, кто за нами поглядывает, смотрит, ими, можно сказать, не люди. Вот. И они делают все, чтобы нас ссорить. Вот. И вибрации поднимаются, а это неизбежно. Это Божий план. Кто-то говорит Божий план, кто-то говорит план природы. Но, в общем, все равно все будет хорошо. Но дело в том, что сам эксперимент вот этого квантового перехода состоит в том, чтобы мы в своих телах смогли это сделать. Это проще, конечно, если мы умрем, и это самое, наша душа воплотится уже в другом теле. То есть это уже как бы просто очень. Да, в другом теле, когда уже изменится Земля, вся структура. И опять же там идет выбор людей. То есть мы видим, что сейчас уже конкретно видно. Ну, я уже вижу, допустим, конкретно, кто любит войну, кто поддерживает ее. Ну, это же вообще кошмар какой-то. Ребята, мы все вроде учились в одном Советском Союзе, нам всегда говорили за мир. А сейчас есть люди, которые поддерживают убийство, войну. И им не докажешь. И вот уже видно, мир разделился на людей и не людей. Вот эти не люди, они не пройдут квантовый переход уже 100%. Ну как это можно желать убить твоего ближнего, да? Даже я же сегодня как раз видео записывал, даже животные себе подобных не убивают. А вот люди делают. И поэтому те, кто вот этот экзамен, так сказать, сдаст, они, скорее всего, перейдут. Кто в своих телах, это вообще будут отлично пройдут. Но у нас ожидают тяжелейшие испытания. Тяжелейшие испытания нас ожидают, но нам нужно это все пережить. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Поэтому я стараюсь тоже. Я вот занимаюсь спортом, слежу за едой, специально поднимаю вибрации. Я специально, вот искусственный интеллект сказал ему, сделай мне план, как поднимать вибрации, как медитировать, как там на природе гулять, что мне нужно кушать. Еда тоже зависит. Потому что я вижу, что действительно идет это. И вибрации Шумана все больше и больше поднимают. И вы видите, что все хуже и хуже становится в самой системе. Она вся разваливается. Ну, вы помните, раньше разве такого было, что везде... Посмотрите, сколько идиотов вокруг, посмотрите, сколько сумасшедших, сколько дикарей каких-то. Эти любят грязь, эти любят убивать. Смотришь на этот мир, боже мой, мир с ума сошел. А еще тебя сумасшедшим называют, когда ты говоришь правду. Это вообще какой-то кошмар. Поэтому я считаю, что будет все хорошо, но нам нужно пережить вот эти страшные моменты. То есть история... Да, говори, Ибрахим. Давай я после тебя. Я просто к тому, что, то есть, получается, история циклична, как говорится. То есть эти потрясения, которые каждый в начале века преследуют человечество, начиная с, скажем, с 19 века, да, вот. Первая мировая война, потом Вторая мировая война. Это все циклично получается. То есть нас ожидает в ближайшем, скажем, будущем какой-то новый миропорядок в мире. Это в любом случае, это будет или хороший мировой порядок, или плохой, но лично я не собираюсь чипироваться, как они тут это все хотят нас чипировать. Я лучше умру. Если уж на то пошло, я буду до конца биться, не сдамся, не отдам свое тело. А вы вакцинировались, Йоханнес? Извините, что перебиваю. Нет, конечно. Нет, да, окей. А вы понимаете, что с развитием технологий
то, что вы отказываетесь сегодня чипироваться, с развитием технологий, это будет необходимо с вами, чтобы прожить в обществе, скажем, работать, платить. Понимаете, к чему я веду? Само развитие Я технологий вас знаю, заставит согласиться с таким. я знаю, в Германии больше всего людей наличкой платят. Здесь даже как из протеста многие, смотрю, таблички вешают, что они только наличку берут, потому что здесь люди как бы понимают, к чему это ведет, и поэтому здесь больше, и вчера только статистику выставил, больше 50% предпочитают наличку, и я тоже. Но дело в том, что когда чип вставляют, вот есть фотографии биополе, аура и чакры, да, фотографии уже возможно сделать, тонкий план, но когда чип вставляют человеку, у меня даже фотографии есть тоже в телеграм-канале, то человек получается уже управляемый, вот как вот Wi-Fi управляет нами, да? То есть связь получается у него к этому какому-то невидимому хозяину. То есть он не свободный, у него нет связи к Творцу. Да, если он, допустим, фотографию делает, они прям фотографии две. Чипированный человек и не чипированный. И фотография показывает тонкий план. Когда он чипированный, он управляем уже со стороны, и у него такая аура серая такая она. Там он постоянно в страданиях находится. А когда не чипированная, она же прям такая розово-синяя аура. И там чакры цветные, да. То есть, понимаешь, что это на тело будет влиять. То есть человека куда-то, вернее, даже не человека, а душу ловят. Они ловят души, ребята. Вот о чем речь. Можно я Мне вас кажется, перебью? это забросали слишком. Тесла, пока ты не вклинился с темой данных, я просто вот у гостя нашего хотел как бы вопрос, вот про эту тему поговорить, которую вот в 2019 году в Берлине убили чеченца, расстреляли там недалеко от рабочего места Меркель на тот период. И я думаю, вы в курсе, да, Йоханнес, потом вот буквально недавно, сколько это, пару месяцев назад, демонстративно вот этого киллера ФСБшника Красикова Вадима, вот, к сожалению, Германия, опустившись, на мой взгляд, это вот я как бы оценку даю этому, опустившись на уровень Катара, да, который выдал таких же ФСБшников после подрыва чеченского политика Зелимхана Эндербиева в Катаре, вот там передали вот этих двух киллеров, тоже ФСБшных, которых с красным ковриком встречали в Москве, в России, там самолеты, они когда с трапа спускались. И вот поэтому уже по их, как бы, по той же самой технологии, скажем так, да, вот это произошло, к сожалению, и в Германии. Вот. И что интересно, демонстративно поменяли вот этого киллера на хороших русских имперцев, да, богатырь Яшин есть такой, который тоже входил в этот обмен. Вот как вы смотрите на вот это вот, на эту ситуацию? Это... Ну, обмен был несправедливый, я согласен. Это несправедливо они поменяли. Ну и то, что здесь сюда приходят эти ФСБшники и здесь людей убивают. Ну, я говорю, что немецкое правительство, оно делает все во вред немецкому народу. Я так это вижу. Уже давно. Я поэтому не хочу эту тему здесь раскрывать, потому что я уже говорил, что меня за это преследуют. Вот, поэтому я не буду эту тему раскрывать дальше. Я просто скажу по факту, вот, пожалуйста, полиция бездействует. Полиция, ко мне пришли домой, с ножом накинулись. Я выхватил нож у него. Там я сейчас не буду все тонкости рассказывать, здесь очень много чужих людей. Но факт остается фактом. Он на меня напал, не наоборот. И тут ноль реакции, ничего не делается. И они делают, что хотят, эти любители русского мира. Тут единицы какие-то там вылавливают, да. Но остальные продолжают свою деятельность, как делали. И все остальные то же самое. Или вот мне один тот сказал, что многих, как бы, на многих есть компромат.
потому что «Газпром» многих купил здесь политиков. Может быть, и это вполне возможно, что купленные, на них компромат имеется. На того же Шольца, говорят, даже у Путина есть компромат. Поэтому я не знаю, ребята, но я вижу, что Германию сливают конкретно, но не только Германию, и Америку сливают. И вот эти все ураганы, это все искусственно сделано. Есть у меня там пару видео, вот Руслан не даст соврать, я выставляю это, слежу за этим, с Америки мне там присылали. Это все искусственно делает кто-то. И то сливают. А почему на этот штат наслали ураган? А потому что этот штат как раз там собрались все невакцинированные, как раз все вот эти теоретики заговоров. Я же был вот в Майами, я же был вот в августе месяце. Я же там был. Поэтому я в курсе, что этот штат, именно Флориду, то же самое сливают, разрушают там все, предупреждают их. Вот, там. И неизвестно еще с Трампом, что, потому что я тоже ему до конца не доверяю. Я считаю, что это и Трамп там тоже в этом заговоре, что это все договорное. Ну, посмотрим. В любом случае, что нас не убивает, делает нас сильнее. В любом случае, нельзя позволить им нас вакцинировать и нас чипировать. Это самое главное. Там мы как-то выкрутимся, ребята. Да, очень интересно, неожиданно. Неожиданное мнение. То, что вы высказали. Где наш Тесла? Тесла вышел, по-моему. Я хотел вот по теме искусственного интеллекта, чтобы Тесла тоже участвовал с нами в эфире, потому что он тоже занимается этим делом. Вы вообще как, вы сами как-то в домашних условиях вот это работаете над искусственным интеллектом или как? Ну да, методом тыка, как говорится, проб и ошибок. Но я очень сильно на него что-то упер, я даже платную версию купил, и уже у меня закончилось там все. Но смотрите, я считаю, что искусственный интеллект это как нож. Им можно хлеб нарезать, можно человека убить. Мне в данный момент он помогает. И вот. А то, что они действительно хотят применить, это даже не искусственный интеллект, это квантовый компьютер, на котором работает искусственный интеллект. Дело в том, что вот есть код Enigma. Немецкий код Enigma еще со времен войны. Простой компьютер, он взламывает ее 70 лет. Этот квантовый компьютер ее взламывает за 3 секунды. То есть это все подготовка идет. Нас чипируют и будут нами управлять именно через этот квантовый компьютер и через искусственный интеллект. Понятное дело, что... Тесла. Вот, извиняюсь, вы не закончили. Тесла, потом прокомментирую. Можно мне теперь всех расчипировать? Вот как раз интересно, альтернативное. Марко, Как зовут нашего гостя там? Я не могу его шрифт прочесть. Йоханнес, ага. Уважаемый Ты наверное, знаешь, он такой как бы... Не перебивай. Уважаемый Йоханнес, вы телефон, у вас телефон сотовый есть? Да, конечно, есть. Все есть. Вы его каждый день заряжаете, да, наверное? Да. Почему вы его заряжаете? Интересно спросить. Батарейка садится. Правильно. Если вам в мозг какой-то чип сунут, там тоже должна быть батарейка, да? Иначе же не будет работать электронное устройство. Ну, я думаю, что будет создана такая система, которая будет подпитывать этот чип через нашу энергию человеческую. Поэтому они запрещают тонкий... Подождите. Хорошо. Запрещают тонкий план. Почему? Хорошо. Запрещают? Потому что они скрывают эту энергетику человеческую. Подождите. Ну, то есть пока что мы не знаем, это все спекуляции, что есть какой-то чип, который работает на неизвестно какой человеческой энергии, но у нас есть множество электронных устройств, которые нуждаются в подпитке энергии. То есть если их не заряжать, они не работают. Пока что, есть, конечно, всякие радиоприемники, там даже специальные, которые чисто на радиоволнах работают и как бы подпитываются, но пока что никакого чипирования
Он с трудом, с большим трудом, с десятками миллионов вложений, вот этот самый Илон Маск сумел какому-то паралитику засунуть в голову чип. В результате там 5-6 лет уже эта организация у него там работает, и он там мышкой управляет компьютером. Это все, что там они осмелились сделать, потому что мозг, он настолько, скажем так, тонкая система, что они вот этими электродами максимум пока что добились, это только то, что он мышкой двигает. И там действительно есть батарейка, и она там внешне подзаряжается, как зубная щетка вот электрическая, тоже дистанционно подзаряжается. То есть никаких чипов управления мозгом просто нет, потому что мозг это не есть, куда ты там подсоединился и начинаешь этому мозгу отдавать какие-то приказы. Мозг это огромное количество вот этих синапсов, аксонов, то есть вот эти наши нервы, нейроны, клетки мозга, их где-то от 80 до 100 миллиардов, то есть примерно в этих пределах у нас. И у каждого этого нейрона приблизительно по 20 тысяч связей. То есть можешь умножить 100 миллиардов на 20 тысяч, чтобы все эти связи. И они так хаотично друг с другом повязаны, что ни один человек, не знаю, пока даже компьютер не разберется, это слишком много связей. И у нас мозг работает не по принципу, что там по одному какому-то этому синапсу, чтобы это сигнал пошел, а там целая лавина, хаос. Вот в этом хаосе рождается что-то там в конце, как в этом самом чат GPT. То есть он никакого, как специалист по электронике, по робототехнике, даже по молекулярной биологии я немножко разбираюсь. Я могу заверить вас, что никаких чипов, управляющих человеческим мозгом, не существует, и в перспективе пока не видно, что они будут существовать. Хотя, да, вот эта фирма, вот эта Илона Маска, есть еще австралийская фирма, которая через вот эту крупную еремную вену, они, если Маск... Нейролинк, ты имеешь. Да, инвазивно делает, то есть он дырку делает в черепе, и туда суют вот эти тонкие, меньше человеческого волоса электроды, и они осмеливаются только пока что на этот верхний слой, то есть наш мозг состоит из слоев, то есть layer, по-английски layers, нарастает они только туда осмеливаются. Вот и австралийские, я пока не знаю, они не выпустили еще пресс-релизы, но они через еремную вену запускает в мозг, то есть у нас же эти, не делая, скажем так, вот этой операции, туда запускает вот этот самый зонд или электроды, и вот так считывать эти сигналы или что-то делать. То есть это очень дорогое и очень перспективное исследование. Никакого другого просто нету. Это досужие всякие слухи, что нас чипируют, там это. Вообще людей и не надо чипировать. Там поставь их в зависимость от банковского счета, от интернета. И если у вас в руках телевизор, то никакое чипирование абсолютно не нужно. Им можно внушать любые идеи. То есть я просто технически, скажем так, даю экспертизу. Никакого чипирования в данный момент не наблюдается. Пару десятков мечетей хватает, чтобы чипировать достаточное количество зомби. Кстати, можно мне теперь сказать, да? Вот вы зовете себя Тесла, но вы знаете, что Тесла создавал эти вышки передачи энергии на расстоянии? Вы же в курсе этого, да? Вот у меня есть видео, подождите, у меня есть видео в телеграм-канале, что эти вышки уже есть в Германии и в США. Они прячут их, они секретные. И вот тут один электрик-немец, это буквально сейчас скажу вам, когда я выставил эту статью здесь. Немец 27 сентября 2022 года. Электрик показал, что в Германии его вызвали ремонтировать там что-то, и он заснял ее, хотя он не имел права. Вышки стоят уже готовые для передачи энергии на расстоянии. Что вы на это скажете? Да, есть физический закон, электромагнитная энергия или электромагнитные волны затухает с квадратом расстояния. То есть
если, например, расстояние от этого источника излучения увеличить в 2 раза, то количество энергии, то есть этого, скажем, у фронта, у края этого поля, оно уменьшится в квадрате. То есть корень будет. Поэтому у Теслы не получилось передавать. Он мог даже, вот, построив эту огромную вышку, раскрутив там вот этот трансформатор, специально высокочастотные трансформаторы, делал вот этими катушками бубликообразными за счет вот этой фирмы Westinghouse. И обещал всем, что сейчас он будет передавать энергию как электромагнитную волну. То есть на длинных там или на средних волнах будет передавать. Он для этого доказывал тем, что, находясь там, не знаю, на расстоянии нескольких километров, брал в руки вот эту газоразрядную лампу, и она у него в руках загоралась. И, естественно, этот миллиардер Westinghouse поверил ему, что он действительно такое может. Но на самом деле это было, оказалось, что это невозможно. То есть слишком уже мало энергии, короче, распространяется. Вот этот квадрат расстояния, этот закон физический, его нельзя... Даже вот сейчас можно погуглить, посмотреть, вот, скажем, ученым из МИТа или студентам из МИТа удалось передать эффективную вот эту беспроводную зарядную станцию, сделать для электромобиля. Почти 90% энергии передавалось на расстоянии 30 сантиметров, или 50 сантиметров. То есть настолько это быстро угасает. Из-за этого Тесла там, он был на заре этого дела, никто не знал природу электромагнитных волн нормально. То есть тогда еще все верили. Он там делал высокочастотные трансформаторы Тесла так называемые. Выходил в народ, он любил вот такие шоу делать. Он действительно изобретатель, который, гений электрики, скажем так. Более 800 патентов у него, по-моему. До сих пор мы пользуемся его изобретением. Прямо сейчас вокруг нас в этом телефоне куча его изобретений. Но он действительно любил шоу, вот, и выходил, включал вот этот трансформатор. Из-за высокой частоты вот этот ток, он тебе ничего не делает, так называемый скин-эффект. И по тебе вот так плывут эти молнии. И народ ахал. Вот из-за этого он, Тесла, скажем так, убедил людей, и особенно богатых людей, что он сейчас какую-то энергию эфира выдернет из вот этого электромагнитного поля Земли, и все заживут, и он ее будет на расстоянии передавать, и все такое. Поэтому эти трансформаторы в Америке до сих пор стоят, кстати. Их очень много там. Ну, немного там, по-моему, несколько штук их, вот эти башни с бубликами ржавеют, там стоят, никто их не сносит. Все знают, что это трансформаторы Тесла. Все, кто интересуется историей науки, знают, что это такое, когда построено, почему оно не пошло. Что касается, есть ли такие в Германии, я не знаю. Единственное, что я знаю, в Германии бытность, когда Советский Союз глушил вот эти радио «Свобода», там русскую службу BBC, то, пытаясь вот эту глушилку перебить, американцы, которые спонсировали эти, например, в районе Мюнхена была вот так длинноволновая, средневолновые станции, коротковолновые даже, по-моему, вот эту средневолновую станцию, чтобы перебить русских глушилки, они поднимали там мощность до 6 мегаватт вот в этом самом магнитроне, то есть лампе излучательной. И это вызывало, кстати, радиацию, потому что на таких мощностях уже в этом районе, в Мюнхене, многие раком заболевали. То есть, потому что десятки лет, там 10-20 лет вот это излучение, люди живут, естественно, это не может не сказаться. Вот это, возможно, он какие-то вот эти старые вышки куда-то видел или что-то там, их, наверное, сейчас переделали, потому что с тех пор, как убрали эти радиостанции, их переделали по разные сотовые, навесили туда сотовые эти антенны, ретрансляторы всякие, маршрутизаторы. Может, он это чинил. Ни про каких трансформаторов Теслы я в Германии не слышал, потому что Германия, у каждого есть телефон. В Германии очень много технарей. Это техническая нация, которая человечеству обязана очень многими изобретениями. Там это моментально вскрылось. Там нету сибирских просторов, куда можно заметить какие-то башни. Сразу кто-то снял бы, выложил бы, обсуждали бы. То есть я не верю, что в Германии есть какие-то трансформаторы Теслы скрытые.
Ребят, я извиняюсь, у меня время заканчивается. Хочу поблагодарить всех за то, что позвали меня в гости здесь и разрешили выступить. Ну, насчет этих катушек это спорный вопрос, я не хочу спорить сейчас. Но хочу сказать одно. На уровне души мы все едины. Я поддерживаю чеченцев и рад был пообщаться, поэтому я прощаюсь с вами. Всего доброго, друзья. Спасибо, что Взаимно. участвовали. Всего доброго. Тоже. Так, где наш паразит? Включайте. А что пьете? Паразит. Паразит حلتي نشوني. Паразит. Хахум сих до царим сацатвуа. Вежери, запомните, Дипломат. Дипломат. объяснение, энергия, там две философские категории включены. На самом деле энергия – это равномерное распределение зарядов. Но я с Теслой полностью согласен. Это высокий, чересчур высокий уровень. Но, между прочим, ты что, там чересчур высокий уровень. Я не знаю, что сказать. Тесла? Вот эти вот AirFit чипы, они же на расстоянии заряжаются, вроде бы. Нет, не заряжается на расстоянии, когда NFC, а когда ты подносишь его, там находится катушка вот в этой приемнике. Ага. Если той там идет этот резонанс, то вот находящийся конденсатор в этой, конденсатор это накопитель энергии, находящийся в твоей этой карточке, вот этом NFC-чипе, он заряжается. То есть он его как бы дает ему энергию. Вот эта катушка, находящая внутри, она на расстоянии там, нескольких сантиметров там, дает энергию этому чипу через резонансный контур. И уже эта энергия достаточно, чтобы, скажем так, считывалась. То есть он сам ничего не излучает. Он как бы это... Вот зубная щетка есть беспроводная, ты же ее заряжаешь. Mm-hmm. Вот точно так же и здесь, короче. Или телефон беспроводный ты заряжаешь. Mm-hmm. Ну, есть активные и пассивные RFID-чипы. Активно, пассивно значит, что там, ну это как это, таблеты есть графические, есть вот вакуум синтик графический таблет. Вот в этом синтике вокруг этого экрана сзади, внутри находится вот обмотка из этой медной проволоки. И когда ты берешь вот этот его стилус, вот эту ручку, которую ты пишешь, и подносишь, там на частоте 700 килогерц он вот этот доставляет ему порцию энергии. Он его берет, и в момент, когда он тот прерывается, накопленная энергия на конденсаторе обратно, короче, излучающий контуром становится он. А есть китайские такие, например, хунион таблеты, где ты должен заряжать вот этот стилус, вот эту ручку, чтобы она излучала. То есть там нету встроенного вот этого встроенной этой катушки, чтобы доставлять ему энергию. Есть я раскрывал эти RFID-чипы, ну, лично, и там были вот эти всякие проволоки, там я особо там не разбираюсь, но смотрел. И они работают, это работает, понимаешь, вот он может год, допустим, прилепил ты куда-то там к шифонеру, и он там, и через год ты можешь считывать информацию. Имейте в виду, братья, там есть много вопросов с подвохами, с ловушками, много вопросов. Но Тесла, когда говорит, это высочайший уровень, там исчерпывающий ответ. Там, то есть, не демонстрируйте свою безграмотность. Ты что говоришь, это высочайший ответ. Исчерпывающий. Я спрашиваю просто. Ты когда подносишь вот это свое считывающее устройство, оно запитывает. То есть квадрат расстояния, помнишь? А Юхах Ильич, ты почти можешь ему, не знаю, 80-90% энергии передавать. Ты, знаешь, на расстоянии метра ты это не сделаешь, но ближе уже можешь передавать.
А то не поднести, ведь отчитываю историю, что резонансный контур, он попадает в резонанс с тем, который находится в чипе. Там стоит емкость, какая-то медная проволока, которая вместе составляет резонансный контур. Она Да, эту да, частоту из принимает и баланса. превращает в энергию. Да. Я это и говорю, но имеется в виду, что, если, допустим, заряжать-то его не надо, ты все равно, вот когда тебе необходимо, ты подносишь, и он начинает активироваться. Да, да, если тебе в голову такой же чип, например, Oxomobile, встретить, то надо что-то подносить, да, надо что-то подносить. Да, подносить обязательно надо. Она будет, вот когда ты поднес, и тогда она опять начинает работать. А так она пассивно лежит себе. Да. Короче, Критику. ладно, не буду прикалываться. Тесла, Тебя тебя здесь критикуют, вот я тебе напишу. Тесла чипы, сейчас это прочитаю. Тесла чипы вмонтированы в кредит-карты, сел-телефоны, в паспорта, которые определяют, кто ты, где ты сейчас. Чип вмонтирован в головной мозг. Пластинка также возможна, управляемая искусственным интеллектом без всякой зарядки со спутника. Чип вмонтирован в головной мозг, полностью управляем как робот-человек. Дай ему ответить. Ты же видишь, что со спутника он энергетик, да, как учермая, как. Сам ты понимаешь, мы подносим, ты ж телефон, когда расплачиваешься в магазине, подносишь вплотную. Ты даже на метр не можешь отойти. А спутник, который висит там, я не знаю, на 300-400 километров или там, как он достанет этот энергетический, тем более от создания чау, тем более короткий, ультракороткий частот, сейчас они здания не пробивают, короче, они плохо затеняются. Ты даже когда навигатор свой используешь, там летают спутники мегаваттной энергии. Но как только ты здание перед тобой становится, а навигатор включить, ты моего. Какой тут малюсенький чип. А у тебя в навигаторе еще батарейка, и ты подсоединился к энергетической системе своего автомобиля, там гетерогенные приемники очень мощные, потребляющие какие-то там. А тебе в голову что-то всадили, короче. Как ты это сделаешь на расстоянии? Да, если тебе что-то там в голову, он только еще ехкано. Супер операция. И, кстати, вот эта операция на голову, это очень большой риск. Даже вина операции Ириостаган, который парализован был нейролинка у Баска, там осложнение, обратно запал виракция, а тут оказывается каким-то массовым потоком людям в голову чипы, а в рубец там не останется. Как вообще можно человеку подряд всех чипировать? Это же не технически, да, можно, он короче, сушилка для волос. Сейчас и какие-то вещи делать, не знаю, чувство тревоги тебя вызывать, потому что мы знаем, какие отделы. Кефиром можно сделать? Кефиром можно сделать с помощью чипа? Всем можно. Всем можно. То есть Ибрахим Чега Тесла. Тахан Маршал Хунстахан иствалево, что телефон сейчас возможно солнечную батарейку сделать, например. Можно, но долго заряжаться будет у тебя. Ты слишком слабый. Квадратный метр, чисто если у тебя немножко математика, арифметик даже, в зачаточном состоянии. Клета можешь спокойно посчитать с калькулятором на квадратный метр площади, квадратный метр, метр туда, метр сюда, падает 1 киловатт энергии, когда солнце в зените и на экваторе находишься. То есть с 1 квадратного метра можно в идеале снять 1 киловатт энергии. 1 киловатт энергии это тебе хватит, не знаю, раз 10 2-литровый чайник кряхкий. То есть это много. Да сколько времени? Сколько времени? Это енош, да? Час киловатт. Вот, представь. Но наши батареи солнечные, они разные есть, и такие, и всякие. Но угор, скажем так, последний писк моды, самые эффективные сейчас, это они 25% эффективности.
То есть на экваторе, когда солнце в зените, этот квадратный метр этой солнечной этой панели, он снимет 250 ватт. 250 ватт тоже неплохо. 250 ватт ты можешь 2 часа на велосипеде, на электровелосипеде ехать, по-моему. Вот цел, короче, нормальный. Ну, не 2 часа, но, допустим, довольно далеко, может, 20 километров может проехать. Tinos halgaqilaq istallehtaq tüürkin. Iwoqs hallehtaq lampach büsen. Aniже тоже. Сам телефонят, sunt иха и площадь по сравнить тем, масс квадратный метр хрю, телефонный площадь. Зарядка там 4 тысячи ампер, аккумулятор, например, и 5000 ампер. То есть 5 ампер. То чтобы его зарядить, и площадь духжимю, ты даже 100% эффективнее батарейки. Тебе бы пришлось и телефон малхеда илан несколько часов ждать, пока он зарядится. А так у нас сегодня 25%. У меня предложение. Сделать зонт вот от дождя, который есть зонт. Вот с этим электрическим. Сейчас можешь заказать рюкзаки всякие, коврики. Или куртку сделать, да, куртку, штаны, кепку. Можешь, проблем. Ты даже это в домашних условиях можешь делать. Заказать в Китае вот эти гибкие и нашить их на куртку, там и провода соединить. Проблема. Например, Хажан, он обычно ты зарядил телефон, зарядный, прогулки, догонку, зарядки, или слишком слабо. Зарядить иногда все равно он не будет держать, да? Да. Удлинниками идется, вот он его полцунах. Жизнь удлинить заряд увеличится, конечно, будет иметь легче. Но сам просто мы сантиметр уйдет, я телефон не. Ишь малый я хажим зенит, он будет, я не знаю, площадь сколько у нас. Можно посчитать на калькуляторе. Ну, за 1 ватт даже заряжать, это очень хорошо было. По-моему, 1 ватт он даже не хватит этой площади. Мелю телефон, 3 сантиметра, 4 сантиметра. Неделю идут дожди, мал хума лечил лампанш, халета кош, они загораются, работают. Это светодиодные лампы, и там находится балластная батарея. То есть мал большая и балластная батарея зарядится до, и она поддерживает. То есть прямо от солнечной батареи, светодиод лампочки, они с этой светодиодной батареи идут на преобразователь, а потом на балластную батарею. И уже от балластной батареи он питается вот эти светодиоды. Он может даже мало сахарча и батареи. Свой светодиод может на батарее очень долго гореть, он очень мало потребляет. Так, Тесла, смотри, вот если одежду куплю полностью солнечной батареей, как это повлияет на здоровье? Никак, где что-то повлияет. Это пассивный элемент, он только поглощает солнечное излучение. У нас в профессиональных магазинах уже продаются куртки, штаны, теплообогреватели, там нужны, внутри у них вот спиральные обогреватели, они заряжаются. Это есть уже еще лунные батареи, да? Лунные батареи. Для себя, чтобы вы знали, принцип гую там, чтобы знали вы, принцип, он конкретно ответил. То есть официальное объяснение, 2 философских, он капитально объясняет. Равномерное распределение зарядов, то есть он еще в других словах, то есть имейте в виду, чеченский наш дядя, он вообще лучше тупиковый вопрос сейчас, он вообще на все отвечает. И вот это запомните. Я такой небольшой комментарий хотел бы сделать по поводу вот гостя нашего, который у нас был, Йоханнес. Честно говоря, меня вот это шокировало, да, я думал, он как бы
специализируются, скажем так, на вот этих вот, на разоблачении там русского мира, хороших, в кавычках, там, каких-то русских, которые орудуют там в европейских странах, в Германии в частности. Но, оказывается, он такой сторонник вот этих вот, оказался сторонником, да, теории такого всемирного заговора, вот этих чипирований. Кстати, что меня еще шокировало, это как раз-таки и русская тема, насколько я ее изучаю, уведомлен в этом, да. Именно вот эти вот всемирные заговоры, вот это дело прогонять. Поэтому такой, ну, как бы слегка Но имейте в виду, Вежери, шок имейте для в виду, нашего гостя. Константин Березин, вы видите, в чем? Он спрашивает там в украинском супермаркете, старшего позовите, она говорит, я старше. Языковой, осторожно. Ну, такие дела. Я просто за ним там наблюдал. Тут в ленту скидывали с его канала, YouTube канала, ролики, видео, и вроде бы он там неплохо оценку давал, да, русскому миру. Вот как они орудуют там здесь, на Западе, в Европе. Потом, как они дистанционно любят русню отсюда, из Европы. Ну, вот, что тема, на которую мы как бы плавно перешли в сегодняшней беседе, она все-таки для меня это новостью оказалась. Але Бяхмбелич, просто Константин Березин, сам обязательно пригласите его на свой канал. 30 лет с ельцинских пор борется. Это великий человек. Да вы его лучше меня должны знать. И он ко мне, короче, в супермаркете видео записал. Он говорит, так девушка, вот эта девушка его репрессировала. И он говорит, девушка, можно старшего? И она говорит, я старший. И он такой, боже ты мой, и заткнулся. Он в 4 доменах самый крутой. Юриспруденция, экономика. Ладно, отдельный разговор. У тебя есть с ним контакт в городе? У меня легко будет, уже был, я помогал ему. Имел чохста глухая. Последнее, что его заклинило, это его мать убитая. Он до того еще был. Я просто тебя чуть перебью. Вот все здесь как бы участники, наши друзья, если какие-то контакты с интересными людьми, там, с политиками, у вас там переписка какая-то есть, тоже приглашайте их сюда в чат по субботам. На данный момент у нас как бы сейчас уже рано темнеет, поэтому с 20 часов до 0, 4 часа у нас эфиры бывают по субботам. И единственное, сегодня у нас как бы не по регламенту это получилось, но так обычно у нас по субботам в 20 часов, 21 летнее время, ну сейчас как день он как бы укоротился, ночь длинная, вот, 20 часов. Одним словом, контакт нормально, полезного и ночью лучше, что мы мастыш, даже выстроить контакт, наладить отношения, либо полезно, да. Эренс, там, даже если есть там люди, которые разговаривают на других языках, там как-то через переводчика, вот такое тоже можно было устроить, так что...
имейте в виду, вы лучше меня должны, кстати, Муса Таипов с ним общался, с чеченцами он общительный, и он вообще мощнейший человек. Это легендарный, и он русский. Да я бы лично за себя отвечу. Я всех русских контрактников простил бы только за то, что вот Константин Березин русский человек. Это вообще величайший человек. 30 лет боролся с этой преступной мафией. Величайший, богатейший человек, который выбрал народ. Он мог бы богатейшим человеком быть. Активы путинские в США. Короче, Константин Березин. Chada pe chewol ali daqiyat diya chung doi tam qiyatam cho wala ish busates do там чувеч дистр дерксом. Вы что, братья, отели там, он в 4 доменах. Ладно, старшие пусть говорят за меня. Я просто колхозник, я не умею разговаривать. Пусть старшие про него скажут, если знают, если нет, то я тогда. Ладно, все, забудьте, я приглашу его сюда. Это самый великий русский человек. Только потому, что он русский. Я бы простил. Юх, дить царюш, ясан, это балаше, это был чухакай, кучу. Обычно кучуали луг нас мониторят хорошие русские в виде там установителей шариата Курочкиных там и всякие здесь разные, да, потом как бы пытаются какую-то мысль перехватить, какую-то идею, ну, перехватчики, скажем так, да. Поэтому, если есть какие-то идеи, пожалуйста, пишите лучше в личку или какие-то контакты, потому что тут много деятелей, которые нацелены на перехват инициатив. То есть изначально миссия вот этих людей, которые как бы, я не знаю, объявились, скажем так, нарисовались, грубо, еще грубее, да, на теме чеченской вот, политической жизни и изначально там ведут вот эту деятельность по продвижению шариатских вот этих идей, идеологий в чеченскую среду. И вот как-то ставят палки в колеса, как бы пытаются в зародыше задушить, скажем так, вообще чеченское демократическое движение, которое пытается возродиться снова, да? Вот для информации тоже, о деятельности. إبراهيم كوريش كنار بوغ بريتيا وإيش أو ما ديك تقدر أوش بطنات بيش باركت بات أوش نغانا وقار Что бахки турбат РДЦРС, потому что они вообще-то тон, они там задают, они, короче, вот эту тему шариата, она как бы от них исходит, потому что они якобы пытаются угодить, да, там, чеченцам, шариатчикам, но по факту они сами это дело пропагандируют и в массово так вот несут это дело. Поэтому говорить, что кто-то их там пустит куда-то, не пустит, мы-то там الله ما يري أتاك ما изначально, يتعب إبراهيم да, изначально-то они через нас как бы выходили, там на Аслана вышли, Эрцуева, потом там Хусейн, мы здесь
Тесла, короче, на нас выходили, там, у нас интервью брали. Вот так вот потихоньку всех как бы зацепив или замазав, я не знаю, пришли вот в эти вот на шариатские рельсы, Закаеву почему-то туда. И вот сейчас пропагандирует исламское государство. Поэтому за информация как бы يلشوا табакс реалист yok محتاجين معنا هو построил сан конференции на месте там Германия от Охкуза Австрия что за интервью слуш страна где слушать вместе как бы там воуша нащупывать где что там лил на куда-то в итоге там они приплыли туда, куда изначально плыли, и уже маски потом скинули. Обязательно еще согласовать Деры Мадуас, но Меня плохо слышно, Бехмабила. Меня что, плохо слышно, да? Мне в личку пишут, что меня плохо слышно. Меня нормально? А не, тебя хорошо было, всегда тебя хорошо слышно. Бехмабила. Но я приглашу его сюда, я его свяжу с вами. Это в планетарных масштабах величайший человек. Константин Березин. Хоть Бирюзовского. Кстати, Бирюзовский, его вот это самоубийство, самоповешивание, на мой взгляд, это очень такое несерьезно. Я не знаю, я не вот этот заговорщик, там какие-то теории, чтобы это вообще не мое, но чтобы Бирюзовский со своим состоянием пошел повесился, живя в Лондоне, где-то в Англии. Для меня это вообще из ряда вон выходящий. Да ты что, брат, я с тобой полностью согласен. Он последний, кто умрет. Последняя чакра красная, за живо отвечающая. Самый, кто хотел жить. Там Мавроди тоже в закрытом гробу был похоронен, а в Африке он там несколько стран кинул. Там Стив Джобс, там много кто в закрытом гробу умер. Подожди, закрытый гроб. С любимцем попрощаться люди придут. Как это закрытый гроб? Говарду. Это шутки, короче, плоские шутки. Ну, ладно, Стив Джобс, там, Майкл Джексон в закрытых гробах умерли весьма аргументированно. Аршибю, вот эти две гниды, почему в закрытых гробах? Это что получается? Как это получается? В том-то и дело. Неужели за вот этим вторым пришествием шариата, который возглавляет сегодня Закаев, да, с Курочкиным, неужели за ним опять стоит наш брат Бирюзовский? Но Закаев, он умел политически вести себя. Все, что он предпринимал, как самозащиту, как скунс там, издать запах гнусный там, как ежик там, нежную, скрыть свою натуру. Это все было оправдано.
Но когда он сказал, мы, чеченцы, не хотим ЛГБТ, поэтому шариат, но это куда? Что это такое? На кого это рассчитано? Вспомните, где произошло признание Низам 2002. Не принятие, а признание уже через 20 лет. В 2014 году на сайте Закаева Чечен Пресс вот эту тему официально они уже возглавили. Еще раз сотки в Ну, Швеции. не, уже приняли, собрались и признали, приняли и начали опираться на нее. Но это уже шведский столик первый. То есть великая там империя, у нее больше бомб, она воевала против нас, а ну ладно, другие, наши бойцы другие, он будешь признать надо, мила вала, Басаев, Док Умаров, он будешь, откуда он взялся? Это что такое, что за экземпляр? Что это такое вообще? Почему его везде приглашают на телевидении? Все происходит в Швеции почему-то. Вот эти вот. И Кавказ-центр, и все это дело, да, я тоже наблюдаю, там, по ходу элита вот этого ИГИЛа тоже в Швеции ошивается. Что-то там не то с этой Швецией. Без еды, без воды там, это страшнейший вопрос вообще. 48 часов не покушать человеку любому. У нас герои там все эти предводители. Гара Закаев, Гара Гуева, он да кто он приблизительно хотя бы классифицирован. Он тоже с самого начала там с ними. С самого начала УПС всегда. Да в том-то и дело, что Караулов, выйдешь, Караулов, фамилию знаете такую? Он убрал про Закаева расследование. Там чудовищнейшее, я, кстати говоря, на протяжении 2 лет вам говорил, скачивайте, скоро исчезнет. Исчезло расследование Караулова про Закаева. Вообще во всем интернете. Не только на канале самого Караулова. Прикиньте, бенефициар там объясняет. Так, кто-то здесь пишет в чате. Салам алейкум. Бюстикел Масерет Хаджим Ладуш. Амегисошек в голосовом внизу. Дейр Мегах. Сколько угодно. И слушать, и общаться, и задавать темы и так далее. Евро нахчу халути. Разумеется, самое лучшее предание, вот чеченцев уничтожали, выселяли там, сжигали все, что связано с летописями. Ваш канал максимально компенсирует, как никакой другой канал, вот эти вещи. Потому что он рассчитывает на не на психологию, а психику большинства. Я молюсь на ваш канал. Ваш канал ведущий. Пока, вот с тех пор несколько лет.
Ну, надо нам потихоньку работать вместе всем, еще присоединяться. Тут полностью как бы площадка свободная. Если есть какие-то идеи, высказывать их на публику, потому что потом это в YouTube все идет, там тоже слушатели слушают. Ибраим, мы все темы Общество. обсудили, запланированные. В смысле? На сегодняшний эфир у нас еще другие темы были запланированы, нет? Какой теме рвать тебя? Мечети особо обсудили. там, да. Да, если есть там по теме интересное что-нибудь, пожалуйста, мою поддержку. В том-то и дело, я не должен был вам про это говорить. Эффективный канал, когда слушатели очарованные услышат, в чем магнитная притягательность, шарм в чем заключается. А культурный гумдуиз нельзя хранить, нельзя никогда хвалить при живом человеке в его присутствии. Двойная причина. Но все равно ваш канал, как никакой другой, там еще есть похвальный. Но ваш номер один просто. Ваш самый мощный. Мы разобрались с этими 12 тысяч корейских муджахедов. У них будет свой этот гитарист корейский, чтобы там вот, мы возьмем Киев, Харьков и там Волш. Или Золкин будет их допрашивать через переводчика, или там на корейском языке, не знаю, как, Золкин, Парапенко, или Пелеменко, или... Но он будет говорить, что Ким Чир Ин там понятно, короче. Они Ким Чен Ировцы или как их сейчас называть? У меня уже такое впечатление, такое ощущение, да, что нас вот этими всякими идеологическими преданиями обвели вокруг пальца, потому что вот эти 12 тысяч северокорейских муджахедов, потом войско Иисуса, алейхиссалям, сейчас, я не знаю, там Путин, наверное, Махди во всем этом, потом, по всей видимости, все вот эти вот персонажи, которые в предании там, о которых говорится, они как бы в войске, в одном войске под управлением вот этого Владимира, который возвращает все эти земли русские, у которого нет границ вообще в мире, под его как бы началом будут все выступать. Вот я уже что-то, у меня такое ощущение, что это к этому идет. А у меня впечатление, что вот наша республика это тоже вот как бы лаборатория для экспериментов. Все эксперименты, которые у нас проводятся с этими 12 тысячами, там, Иисусами, Христами, они уже распространяют на дальше, короче, которые успешно у них прошли. Не, меня все-таки эта цифра поражает. 12 тысяч, именно 12 тысяч. Вот это вот. А в Библии ангелы или демоны есть там количество 12 тысяч? Видите, как предание. Короче, вот вообще какая-то странная ситуация. Чего нам в дальнейшем ожидать, на твой взгляд, Альберт? Альбураков, появление Альбураков, снисхождение там или... Да, короче, с такой тенденцией там. Либо эти Гог-Магоги сейчас тоже армия откуда-то придет, тоже под управлением русского царя. Как ты думаешь, следующее там, что должно появиться?
Да я сейчас об этом шоке теперь, а дальше я не знаю вообще, что думать. После Ноха и его корабля, что там было по сценарию? Ну, корабль вроде нашли его там где-то в горах Чеберлоя. Блин, если Северной Кореи полные атеисты абсолютные, они 12 тысяч муджахедов, которые против сатанистов на джихаде. Ну вот так тоже, видимо, бывает. Вот Подожди, сегодня так, а завтра вот так. антихрист, который, он какой тогда должен быть? Он тоже, он кто, атеист или кто он? Вообще, у меня, короче, там противоречие на противоречии. Что вообще такое шварцо? Интересно, вот предания этих Гог-Магогов и Яджудж-Маджудж, они же как-то конфликтовать будут или все-таки это два разные будут какие-то войска? Мечау, Эйлом так, Эйлом нах, Мечау. Мы сейчас в куфр пойдем, начнем предполагать всякие там вещи. Ну вот неожиданно, если севернокорейские оказались 12 тысяч маджахетов, то Гог-Магоги это тоже же они как-то Ты имеешь в неожиданно. виду Может, из последователей Христа и вот эти магоги объединятся против сатаниста Украины? Или как это будет? Может быть. Это он не, имеет в виду из логическая какой цепочка. среды их теперь ожидать, если 12 тысяч маджахетов, они из Северной Кореи, то Гог-Магоги их из Китая, со стороны Китая ждать или из Да, и Палестины? правильно рассуждает. Логическая цепочка такая, короче. Если корейцы, атеисты, вышли, то есть 12 тысяч мужлихедов вышли из атеистической Кореи, то по логической цепочке откуда могут эти магоги эти выскочить? Это вообще же... Японцы? Нет, вроде бы не японцы. Не, японцы это наоборот противоположная сторона. Я просто вот уже подозреваю, что все вот эти персонажи, они как-то уже либо нас запутали, либо вот этот передатчик этих цепочек что-то там схалтурили, схалтурили, да? Потому что как это так и 12 тысяч маджахетов, и войска, и Даджал, короче, и все они как бы на одной стороне, получается, там, против там Запада, да, вот так. Да, там какая-то, видимо... Ну, мы же не можем это достоверно ходить же про этих там. Он принят уже всем этим сообществом. Ну, ну сейчас новый тафсир, наверное, будет на него в связи с этими событиями. Интерпретация. Вот этот Лапти Ладина хорошо бы прокомментировал это все. Вот надо его мониторить, потому что он хорошо, он как бы ответственный за все это предания, за хадисы, за изречения. Постоянно на Первом канале, в прямом эфире, в студиях он всем разъясняет, всем россиянам о вот этом пришествии Даджаля, о войске Иисуса, алейхиссалям, и так далее. Надо его одним словом мониторить, ждать, когда он Не, ну выдаст что, информацию. ну, Северная Корея будет в джихаде участвовать. Вот это я вообще никак не мог предположить. Ну, это никто не мог предположить, наверное.
Я вижу вот эта тема Шама там вообще где-то в сторонке, в уголке курит. Потому что то, что здесь развивается, это очень вообще интересно, непредвиденный сценарий, потому что там все ждали в Шаме развития этой ситуации. Там это как бы пронесло. И тут, Короче, там курыщи-то не хватает сейчас, да, на стороне России? может, это Россия есть Шам, Да, святой мы Шам. ошибаемся. Я говорю, курыщи-то там не хватает сейчас. Какого-нибудь, который там объявит. Я подозреваю, что курашиты это переодетые курочки. Marshall düşüyor masaya süredik büyüsünü konuşmasaydı. Пошел. Мистер. Пошел. Din hudin dutiyse hiç hayzaya. Sağson no и аж мы бог и предание сын бог что лом что от это дина и нах но сутяться кое-что кудонач и 12 тысяч раз кевоч борти это чак долж дуйте и вопрос лукса полу что на и 12 тысяч худни стурдо что тете Он ахетря отсегвел в поле виснак ош дабо да безвести без بين لو أتوخ دوتان أقارم دعو مويتك درك بك ملك دعو مويتك باتي За спиной обсуждаете? Почему за спиной? Ибраим, церам армии 15 лет тумаба основную срочную службу. Позишон. В севернокорейском муджахедж бьется? Ой, я неправильно попал, извиняюсь. Хырбу. Хырбу. Мегафон, вы тоже можете прокомментировать ситуацию о 12 тысячах северокорейских маджахетов. Я вообще понятия не имею, где это и что это. Ну, в известность вас поставим. Просто у нас тут такие подозрения, что всех нас все это время вводили в заблуждение преданиями. То есть, либо это умышленно сделано было, чтобы запутать там кефиров, либо вот эта цепочка передатчиков сбой дала. Потому что все вот эти персонажи, 12 тысяч северокорейских маджахетов, и войско Иисуса, алейхиссалям, и Даджаль, и Махди, вся вот эта вот, все персонажи Марвела, они все почему-то именно вот в России, в российской армии под началом Путина вот там появляются. Вас не смущает это? Вообще про что разговор? Про религию, про людей, про зверей, про жизнь, про смерть, про что? Может, чуть еще просветите? Назад запрыгните. Ладно, вы можете не отвечать, если вам как бы Вообще про что имеется, удобно. про что разговор? И Про войну, про мир. небезопасна эта тема. Ну, у нас тема вот такая вот, потому что все здесь пытаются понять, что происходит, что с Путиным творится, почему он с Кораном, вроде бы он объявлял войну Аллаху, на него грозился найти управу, теперь он с Кораном, с Красиковым приезжает, с рукотворным вот этим. По-твоему, человек не может ошибаться, получается? Вот когда и где он ошибается, вот в этом огромный вопрос. Когда он... Ну, я как понял, ты сейчас говоришь то, что он объявлял войну Аллаху,
потом он ходит с Кораном. Получается, то, что он объявлял войну Аллахом, это когда-то он ошибался, а сейчас он сходит с Кораном, там приезжает куда-то, то типа он исправился. Иштбоя, Нет, таким нет, понятием. я просто имею в виду, вот когда он в 2002 году, в частности, приезжал в Брюссель, и там на пресс-конференции весь мир как бы пугал вот этой идеологией, что они хотят создать от моря до моря халифат, что вы кефир, как они выражаются, вы в опасности, вы, например, из страны, которая является другом Америки, вы тоже в опасности. Если вы традиционный мусульман, вы тоже в опасности. Если хотите сделать эту операцию, то мы вам можем сделать эту операцию таким образом, что ничего не вырастет. И там вот эти идеологические моменты, про которые он говорил, о которых ребята, которые даже в джамаатах где-то там тусовались, да, даже они не знали эту идеологию, которую он четко раскладывал. И тут вдруг он ее теперь возглавляет. Вот очень интересно, где он ошибся. Согласно с твоей точки зрения, где он ошибся? Вот мы пытаемся как бы, да, ну, как бы разузнать, понять, додуматься, да, вот до этого дела, где тогда он там ошибся, что высказал вот эту идеологию всю свою. Либо сейчас он в чем-то ошибается и как бы неправильно ее возглавляет, всю эту деятельность. Вот где это накладка там? Эта тема настолько опасна, что ее надо обсуждать, или она для нас всех опасна, или для определенных людей или там групп лиц? Ну, мы как бы живем же в этой теме, потому что полностью она сквозь наше общество, сквозь нашу среду, наш народ полностью весь увязан в эти темы, и как-то не обсуждать это как бы, я не знаю, находиться там в какой-то военной зоне, да, и закрыть глаза и там думать о цветочках, там каких-то каком-то, я не знаю, озере, да, где там. Ну, я как понял, вы находитесь не в России, да? Ну, кто как, здесь люди по-разному. Если те, кто находятся в России, конечно, им нежелательно здесь. У меня вопрос к гостю. Гость, ты считаешь Путина опасным человеком? Абсолютно. Вот я сейчас нахожусь. Если тебе небезопасно, мегафон, отвечать не надо. Не, почему небезопасно? Я не считаю его опасным человеком. Почему он опасен? А плюс, если он не опасный, плюс вот эта идеология не опасная, вот если из этого какой-то сделать миксер, тогда это будет опасно для всего мира. Идеологию какую? Которую он посещал мечеть в Грозном, там, сердце Чечни, там, и там, другие органы. Ну, он просто приехал, посмотрел достопримечательности. Там одна единственная достопримечательность, правильно? Ну, а еще что? Посмотрел, что да как в его, как в республике, где он возглавляет, все находится под контролем, не под контролем. В чем под проблема? Контролем сердца Чечни, правильно? Ну, а что? Не, ну он не прибыл куда-то в резиденцию, не прибыл. Он не прибыл в какой-то драмтеатр, он не прибыл ни в какую другую, короче, сферу, кроме сердца Чечни и другие органы. Они все, наверное, не показали. Может, он куда-то еще прибыл. Слишком, دلی شو جواب بودا میکروفون میتونه دوچ خناه и الله делает вам из двух ковал ладно дутвой. Акинца 11 декабря 24 года 30 лет хан очко жуахи официальный аски чубахкен. Вот хан чубах дахкен хан дунда вайбай нах шуабах шполдах мичбан шнах и Путин двух ковал العدو تشيوه
Ну, знаешь, я тебе скажу больше. До их власти здесь творилось вроде бы тоже не менее, и даже похуже. Auch in Lieterainer. Hudu aana gafon ishado tворится ли наш ишку. Это просто им что было al adbiti shwiwa يعيش Ну, Ладно, смотреть, духа самого с какой точки это небезопасно. смотреть. Людей-то разные мнения, разные люди, разные, я тебе еще раз говорю, разные религии, разные там типы людей. Для кого-то хорошо, для кого-то, может быть, кто хочет другое, плохо, кто хочет, например, что-то где-то развалить, что-то где-то украсть, где-то чем-то заниматься. Может, для этих людей он опасен. Например, он хочет То сделать есть переворот. 42 тысячи убитых детей были такого подозрения, да, там и убийцы, и наркоманы, и все такое. Где это было убито? На территории Чеченской Республики. Знаешь, я тебе вот что скажу. До их появления, когда наши здесь правили, не так ли было? Не то же самое ли было? Не то же самое Убивали тысячами детей? в двойном Детей размере. убивали тысячами, да? Ага, вот оно. Не, почему детей? Может, из-за них кого-то убивали. Вот, они чувствовали себя какими-то, может, царьками. Слабых притесняли. Система, может, у них такая была, скажем так. И управлял всем этим кто? Чеченский народ, правильно? И что, чтобы их... Ты вроде бы взрослый человек, ты же знаешь, что здесь творилось. Смотри, чтобы с ними разделаться, да, с вот этими, о ком ты говоришь, да, кто нарушали там права людей в нашей республике, чтобы с ними как бы покончить. Для этого надо было взрывать дом в Буйнакске, потом 2 в Москве, потом 1 в Волгодонске и завершить серию вот этих взрывов по России рязанским сахаром, который потом надо было засекретить на 75 лет. Как бы это вот это, да, борьба с вот этим вот режимом? Вот честно, я вообще в политику никогда не лез. Ну, Сундел, лезь, цадеш, адмата, айвам, мегафон. Хай нух ног, да, хай ног, да, цадиш, просто ладуш, элхота. Просто Не, смотри, мне никто, например, мне никто ничего не предъявлял, там, никто меня там не ограничивал в чем-то. Например, я куда-то хочу съездить, я откуда-то хочу где-то посидеть. Нет, речь не о тебе же идет, не о тебе хорошем. Речь вообще о ситуации. Ну, ты на сегодняшний день видишь Чеченскую Республику, празднуют люди, играются, веселятся каждый день на площади в Грозном, уйма людей. Никто там по телевизору, да, по телеку все спокойно. Почему? В реале туда ездил, смотрел. Никто никого не хочет убить, никакие злые лица, никакой месть в глазах. Ты уже был на джихаде в Украине, в окопе? 350 тысяч погибшие тоже, наверное, хотели быть в этом парке. Ну а что вы предлагаете? Чтобы Россия подлегла, чтобы Россию напинали? Нет, мы тут обсуждаем просто ситуацию в чеченском обществе, ну как бы будучи свободными людьми, да, и при всем при этом абсолютно четко понимаем всех соотечественников, которые находятся в русском концлагере. Никого не пытаемся там устыдить в чем-то или вообще их обвинить в чем-то. Наоборот, эти люди наши, но вот мы, кто может свободно о чеченском вопросе говорить и как бы общаться и пытаться скоординироваться и пытаться повлиять на вот эту ситуацию, мы как бы вот это и делаем. И абсолютно мы... Понятно, если человек в концлагере, он должен выживать там. Но люди, которые вне этого концлагеря, они, если не будут пытаться
этот концлагерь как бы закончить, да, над своим народом, то это как минимум, я не знаю, Ибраим, что вот то. смотри, где бы ты ни находился, да, сейчас, ты же не можешь делать все, что ты хочешь. Там же есть какой-то закон, правильно? Если ты говоришь, что выйти убивать людей, есть, короче, живьем людей, я не знаю, ходить там кому-то по головам, там, конечно, это никто не позволит. То есть у меня есть своя свобода до тех пор, пока я не нарушаю свободу других людей. Вот в этих Вот, рамках видишь? я свободен. Как я начинаю посягать на свободу другого человека, вот своей свободой, я не могу нарушить твою свободу. То есть я тебе Ну вот тоже смотри, должен оставить эту свободу и не должен ее нарушать, чтобы мы с тобой не сталкивались лбами, не конфликтовали. Ты тоже человек, я тоже человек, и у нас у обоих с тобой должна быть свобода. Но на определенной территории люди собираются в некое образование в 21 веке, которое называется государство, и устанавливают там правила всем приемлемые, голосуют большинство, короче. И то, что большинство выбирает, и вот по этой системе там начинают жить люди. В случае каких-то нарушений со стороны государства специально создаются механизмы, которые вот эту несправедливость какую-то на нее влияют, и вот эти вот посредством этих рычагов начинают менять ситуацию, где они проживают. Вот этого мы тоже, как чеченцы, всегда хотели, хотим и будем тоже хотеть. И вот чтобы к нам кто-то пришел, и когда он захочет, в Украине джихад делал, нами, построив нам 1500 и теперь еще 11 мечетей, нас там вербовал, нас там призывал к джихаду, вся его всякое войско, Исы, алейхиссалату вассалам. То есть здесь я захотел вот так джихад провозгласил, здесь захотел вот так, и туда-сюда нас двигать, нами рулить, куда надо нас закидывать, там свои какие-то геополитические интересы продвигать. Этого мы не хотим. Нет, этого мы не хотим. Мы хотим ну нормально смотри, жить, не мешать другим людям. Хотим по своим, как бы своя рубашка ближе к телу же, да, и поэтому наше чеченское общество хочет, как у нас испокон веков демократия была, да, демократия, то есть народовластие. Вот этот народ, он себе выбирал какую-то систему, и там у нас не было никогда ни царей, ни падишахов. Сейчас русские вот нам падишахов, свою вот эту царей, падишахов пытаются приклеить, короче, свой русский вот этот менталитет. Потом то, что у них испокон веков там на кол людей сажали, теперь в милиции это перешло в насилование швабрами, бутылками людей. Это тоже они нам пытаются перекинуть, приклеить нам вот эти всякие зверства, всякие вот эти вот методы, как бы жестокие, применяемые над людьми. Вот это мы не хотим вообще. Хотим нормально жить. У нас, у чеченцев, нету никаких вот этих жестоких методов, никогда не было. Мы не собираемся и дальше, чтобы перенимать вот эту русскую культуру. Хотим жить нормально на своей территории, дружить, если получится, со своими соседями. Вот как-то так. Ничего там, кого-то захватывать, на кого-то нападать, кому-то устанавливать шариаты, халифаты. Это не наша тема. Это тема имперцев, тема империи, которую нам вот через русский мир вкладывают в голову, в наше общество, вот так вот извне привносят. Eens gush duksan har Tana zara ochoa pakaleni halqina уже 30 лет halqina zara شيهم dal dlotje. Tana enze حالات ويحتوين حاشا
تون حل هوغل تها توهن حلوك حدو يشتغل هن وين جندل هم ده вообще наоборот да kana именно ночи парт почалкиеш делим дол هم ده هم بحنا خيودار يفضل بيتنا تذكرت شويهم تانا يفكرني حلقين دعل بولش تعبش بين وش بولا وش طبعا سان دعل يتيجي هذا و تان هنس ويلش تان إشتم كرت شادوش وين أوكرانيش إتكلمني بان حليتش قوش مو إيد قناع دو صار داشتك حنا وصارخ قيتش مصدات وين واحد وين قوش مندوارهم مستاس طبعا كأنك عايزك حقاس تويشيوش يهما إنس إيمن أتديال زندوق أي بروباغندا إيمن أي رات شوين دينك هما داتر إيش بريادك يشبه كنت حديث ساعة وي واشتر ويدو يشتر إيش دقوق بركوش Альберт Выпучевич, куда Альберт пропал? Приведите его. Надо было на одну тему поговорить. Ну, куда Улу ушел? Альберт, вот этот вопрос о признании украинским государством чеченского государства. Чуть-чуть вот эту тему давай попытаемся развить. Насколько это произошло, или вот это то, что Рада украинская в Раде приняли закон о... Ну, ты сам получше его мог бы прокомментировать. Вежери, так долго что Дина, вы пригласили одного украинского борца за свободу. И он вам подсказал даже. Декларация независимости у вас, чеченцев, есть? Он даже там, Николас Кейдж, фильм даже привел, доступно для популярных. Это величайшая вещь, декларация независимости. Декларация, она тоже наш исторически неоспоримый вот этот этап, момент, от которого никуда не уйти никому. Это тоже такая тема параллельная, которую надо тоже еще эфир на эту тему делать. Оккупировано занестедин, да, это цель? Да, вот Альберто, Таджим Тадестич, Викторис, как это, короче, с юридической точки зрения и так далее. Ну, мы не можем прям сильно утверждать, но все идет к тому, как бы вот такие вот анализы, вывод, исследования говорят о том, что и законы международного права, если сейчас они признали территорию оккупированной, то есть это не значит, что это независимое государство. Признание оккупации. Вот, допустим, теоретически, хотя там благоприятных не было для Конституции, то принятие произошло за счет наших Яхьё Кентри, которые умерли. Они ее приняли. Конституция это вообще ни о чем. Декларация независимости. Он даже вам, это украинский гость, он даже вам сказал. Даже фильм. Подожди, украинский гость, у него свои интересы у украинского народа, да? Вот то, что Альберт сейчас говорит, как раз это из этой области. Давай коротко, вот сами мозгами, давай подумаем. Вот, мы же ничего не можем, мы не такие там супер эксперты международного права, там, ООН, короче. Вот просто в двух словах. Если вот, короче, без признания независимости признать оккупацию, это просто получается, что какое-то государство напало, оккупировало территорию какую-то.
Она там не признана, ничего, просто оккупировала территорию. А если вот если от признания уже независимости существует, если вот, допустим, признали бы его, да, в 93-94 году, и потом бы Россия оккупировала, тогда получилось бы, что Россия оккупировала независимое государство. То есть это бы уже рассматривалось как нарушение суверенитета государства. А сейчас получается, типа, государства никакого нету, просто какая-то территория оккупирована. А вот теперь мы должны, этим самым мы возвращаемся на исходные позиции. У нас получается статус такой же, как у других республик Российской Федерации, Бурятия, Ингушетия, Татарстан, Кадык. Мы, на исходной возвращаемся, в таком же статусе становимся. То есть сейчас Россия возьмет, допустим, там и так, да, там, вот Ингушетия, Дагестан и так в России, да, находятся. Ну, там какие-то, произошли там эти шариат, там, помнишь, вот это, 2-3 села шариат объявили там. Типа того, там что-то будет, если произойдет, и придется уже военные там какие-то силы применять там. И они возьмут по полный, тотальный контроль, Дагестан, Ингушетия, Татарстан, даже самостоятельно. Они вообще в статусе республик, они же не край, не область, не край, область и Бурятия, это прям республики национальные. У них там свой бюджет, они в составе России, там все такое, но все равно у них свой бюджет, там как-то они сами управляют, какие-то свои национальный язык, там, национальные традиции, танцы, там, песни. А они республика национальная, просто она в составе. И вот тут они, как в 99-м, да, 98-м, когда наши пошли помогать, в кавычках, тоже какие-то там организуют или шариат, или там крестьянское какое-то там радикальное какое-то движение, не знаю, неважно. И придется России военным путем, там налаживать порядок, и они, ее оккупируют полностью, уберут местную власть, всех местных уберут, суют там без всяких выборов, без ничего, начнут там своих там дагестанских там своих этих марионеток ставить там и так далее, там электросвязь будет, там все будет, И эту территорию, могут назвать оккупированием. Хотя Дагестан вообще не говорил ни о какой независимости, ничего. И получается, мы сейчас в этом статусе, когда нас называют оккупированной территорией. То есть без признания независимости, признание оккупированной территории, это нас ставит в такое же положение, как Дагестан, Ингушетия и остальные. Мы взяли все, аннулировали, чертовой матери. Логик, а юристы уже могут подсказать, как правильно. Это из той же оперы как раз о паразите, о декларации. То есть конституция это фигня, у вас есть декларация. То есть у вас заложен, ребята, у вас заложен фундамент вашего ИГИЛа, исламского государства. Поэтому мы вам предоставляем место делать джихад на территории Украины. Из этой оперы Мадуис, то есть признание там оккупированной вашей территории, туда-сюда. Нам от этого ни тепло, ни холодно. Нам важна наша конституция, которая не дает делать из нашего государства ИГИЛ. Потому что мы не можем эту цепочку, которая до Багуза доходит, абсолютно никоим образом допускать. Поэтому нам хотя бы важно, чтобы законность нашей Конституции соблюдалась. И точно так же
вот эта вот декларация, она для нас важна именно как фундамент для демократического государства, да, которому принадлежит вот эта конституция и вот этот государственный строй. Поэтому вот эти вот и признания как оккупированной территории, там, чтобы потом какие-то маджахеты туда шли, это нам от этого тепло, холодно, да, нас нужно признать наше государство, необходимо признать его независимость, его вообще нас как государство надо, чтобы признали. Ну, вот Ну, пока вот у мое нас мнение, над этим должны работать мы, сами мы должны. Ровно два слова скажу. ну, Декларация независимости, как ничто другое, определяет суверенитет. Конституция – это вообще другой разговор. Ты, Декларация по-моему, не независимости, услышал, она у ты, нас по-моему, есть. паразит, ты не услышал то, что тебе говорят. Когда какой-то украинец приходит и говорит, у вас есть декларация, это правильно, это фундамент, от которого мы отталкиваемся как государство. Но когда говорят, конституция это ничего, это говорит о том, что сегодня строитель исламского государства ИГИЛа, как бы у вас все нормально, ваше исламское государство заложено вон там декларация, поэтому идите, и вот вы можете делать джихад на территории Украины с нами. А это Нет, нам брат, не, ты не а понял, это, брат, нам не интересно, В брат. мире Это нам норма интересно, в мире. нам интересна наша конституция. Она лишь она гарант для нас, то есть нашего демократического, нашего государства и того, что мы никогда не станем ИГИЛом, понимаешь? Не станем исламским государством, не станем пушечным мясом, которое будут использовать кто угодно на своих фронтах, обводя нас вокруг пальца. Нет, Нет, брат, вы извините, мы за всех Конституция вас – это друг болеем, интереса. за всех, за украинцев болеем, за всяких этих остальных, за Грузию болеем, там, за какие-то другие народы, которые русские зажали, мы за них болеем и не хотим, чтобы они из-за нас там в ИГИЛ превращались или утрачивали свои государственности, чтобы они там все сдохли, а нам было бы хорошо. Нет, мы так не должны поступать. И это нечестно, это неправильно. То есть и эти государства, Брат, которых Россия мое зажала, сообщение. им тоже как бы мы желаем всего хорошего. Но от своего отказаться мы не можем, понимаешь? Потому что вот это закон нашего государства, он является, вот ты никак не поймешь, наверное, да, что такое государство, на что оно как бы опирается. Если у тебя нет вот этого государственного закона, то, конечно, ты сегодня какая-то Низам 2002, который будет сидеть кто угодно, там, тузики, музыки, и в любую сторону, давайте, вот хадис вот так сказал, потом Кадыров Ахмад Хаджи сидит и говорит, мы строим исламское государство, наша конституция Коран. И все, твоя конституция, Нет, если нахрен не нужна, то они все, 2 секунды. то, что они делают нормально, ты понимаешь? Если тебе без разницы 2 твоя секунды, конституция. можно сказать? Да. Вот Фарама Маукуза, юристы есть же, что без него мы сами не могли понять, что так оно есть. В мире, чтобы суверенитет обуславливает только декларацией, то есть и без нее можно, но если она у тебя есть, то это на первом месте. Мы что, без него не могли это понять, что ли? Здесь же юристы есть среди вас. Да вы что говорите? Это первое, что надо, как таран, чтобы мир признал вас. Паразит, тебе 25 раз повторяют. Чем тебя признать? ИГИЛом тебя признать? Или чем ты хочешь, чтобы тебя признали? Чем тебя должны признать? Вот, например, сейчас Америка, там Трамп резко его осенило, и он хочет тебя признать. Чем тебя признать? Низамом 2002 или чем? Нет, брат, Объясни. Конституция – это уклад, это склад. Конституция – это уклад. А декларация независимости у вас даже есть.
и при этом вы уважаемый паразит, чем тебя признать? Причем здесь Вот Украина? твой какой-то Афганистан признать, это кому нужно нафиг? Твой какой-то Шам признать, Нет, это кому брат, нужно? послушай меня. Послушай, пожалуйста. У вас есть декларация независимости, ее же обходят все, Закаевы, все обходят ее, не хотят трогать, они как Ответная не боятся. декларация, ой, боже, согласен. Но когда ты говоришь Все Конституция, это враги ваши фигня, обходят ее. когда ты Ваши говоришь враги Конституция, боятся это ее, как фигня, Шерхан боялся красного огня, алого огня. Король джунглей боялся красного, как его там? Они все боятся и видоизменяют, лишь бы не назвать вот это вот принятие ее. Вот это враги ваши вот так вот ломают вас через колено. Диктор, не избава. Кому-то и декларация мешает, кому-то и Конституция мешает. Но нам просто ты когда сказал, Конституция это фигня, я хочу тебе объяснить, почему это не фигня. Потому что в соответствии с твоей декларацией, если тебя вот сегодня осенило вдруг Трамповича какого-то, и он вдруг захотел признать твое государство, что ему признавать? Что? Низам 2002 мы строим, в котором написано, что Чеченская республика, исламское государство, все законы в соответствии с Кораном и Сунной. То есть там будут и с 9-летних замуж выдавать, там будут и кефиров похищать, и голову отрубать, и камнями закидывать. Вот эту хрень тебе никто не признает. Я тебе об этом. Вот я как, почему ты не понимаешь, я не пойму. У вас сознание коллективное созрело для ее принятия, вы суверенны для всего мира, а все остальное, Конституция, это у дикарей есть Конституция, у всех есть Конституция, уклад, набор высших законов. А здесь декларация независимости из Давай мы СССР. сейчас это Из СССР вы закончим вышли. эту. Из Альберт, СССР вы вышли. Давай мы паразит, я А как вы докажете, что вы у нас иначе как эфир вы докажете? сейчас. Эфир к концу подходит, просто Альберт. Как вы иначе докажете, что вы из СССР вышли? Ну, дать, сложно ума дать. Декларация о независимости принята всем чеченским работам, вплоть до Америки, все чеченцы приехали. Даже есть люди, которые свои бизнесы побросали, дай мог, сатисан. Вот. Все приняли, все нормально. Потом приняли Конституцию. Там написали, что это демократическое, правовое, светское государство. Все. Теперь потом напали на нас, все, оккупировали. Теперь вот то, что сейчас Украина сделала и призывает балтийские страны тоже признать территорию оккупированной, это то, что по исследованиям, то, что вот логический вывод напрашивается, что это было, наоборот, нам плохо. Это нас отбросило назад. Это нас отбросило назад на декларацию. До Конституции, до всего этого. Теперь мы должны, как и Дагестан, Ингушетия, начинать с самого начала. То есть сначала мы деоккупируемся, потом опять начинаем, декларацию, опять начинаем Конституцию, опять вот это все. Вот что из этого получается. То есть надо сначала признать. А почему мы должны признать? Потому что Декларация независимости принята в соответствии с Уставом ООН и другим законам международным. Конституция принята тоже соответственно. И в Конституции первой статье написано, что суверенное правовое государство, и все по международным законам четко подходит. И если мы сейчас просто называем это какую-то... Что это вообще такое? Территория. Что в смысле территория? Какая-то территория оккупирована. Непонятно какая-то территория, которая ничего не хочет, а просто ее оккупировали, не потому что баловались, хулиганили. Из-за ваймалицари просто муджахич
бьешь положение ютига, яйцега за завтра, это все понятно. Но вы это, вы интерес, еще. Когда мы будем, вот, нас, к сожалению, нету, когда мы сформируемся как общество, как гражданское общество, как политическая сила, если нам это надо будет, мы начнем работать на свое признание. И уже не в таких формулировках, да, которые там это вот из той оперы как раз, когда туда мы на митинги ходили, и там декларация Чукоудеш, он от охранник чул, чум даил, юх потом типа телефон тёх, сан так я похватен, ага, век ха телефон тёха, ты я цабахшун, чу я цабахшун, хуй свой Чукоуден дол, хуй резолюция, из чу я цабахшун боша, иш там искна буй, цен иш талер кштогол гарза уж, так давайте, институт дел, вей, короче, там, Закаев Халдиес или Цалнеден Халдиес Боша. Из-за войн пойдя, да, свое лило что гундуй, если нас кто-то признает, если мы что-то куда-то подаем, нам нужно, чтобы это было с результатом, с пользой для нашего народа. Опять-таки же, повторяюсь, Украине можно желать только всего хорошего, победы, вообще, короче, минимальное или вообще отсутствие потерь среди населения там, чтобы это все завершилось, чтобы русских уже осознал весь мир, что такое русский, и вот это вот, не оставляя вот этих русских как бы исключительно чеченской проблемой, которым потом все помогали против чеченцев, вот чтобы весь мир наконец-таки осознал, что это такое русня, и ее как бы нейтрализовали, да, ну или научили жить в цивилизованном обществе. Вот в этом мы полностью поддерживаем всех и надеемся, что мир уже осознает это и будет этим заниматься. А вот у нас есть свой интерес, чтобы этот же мир признал нас как государство. И у нас есть все вот эти вот моменты, и декларация, принятая народом, и потом конгрессы, прошедшие чеченского народа, и есть конституция, принятая чеченского народа, которая остается в своем оригинале. Вот эти все остальные подтасовки, шматтасовки, вот это вот с этим черный флаг в руки, и идите на все 4 стороны устанавливать Коран и Сунну. Вот примерно вот такие вот. Да, у нас единственный путь вернуть. Вот просто это не потому, что наше хотение, желание, наши какие-то там эмоции. Там единственный логический, юридический путь, это, короче, оригинал, редакция 92 года, Конституция, Декларация независимости, международные законы, и там все четко. Если мы начнем прыгать 96-й на Низам, все, мы пиши пропало. И то, что Украина объявила вот эту территорию какой-то оккупированной, это тоже надо аннулировать. И короче, призвать... У нас подходит к концу, осталось секунды. Да, ты габешки вел юг как бы по субботам. Вел шушун с 20 по Брюсселю. Круглосуточно радио Машу Юшин, в общем, вообще отсюда еще. Машу, ты габешки.